Добрый вечер, уважаемые коллеги, и добрый день для москвичей и тех, кто подключился из-за Урала, из европейской части. Добрый вечер. Вот. Начинаем нашу секцию по проблемам создания атомных станций малой мощности. Эта тема очень важна для такого региона, как Республика Саха-Якутия, поскольку территория огромная, очень много труднодоступных мест, которые необходимо обеспечить для их устойчивого развития экологически чистой энергией. Именно такие станции малой мощности, пилотный проект, который создается сейчас в Устьянском районе, в поселке Усть-Куйга, именно пилотный проект, который представит возможность тиражировать этот проект для других отдаленных территорий, не только в Республике Саха-Якутия, но и в других отдаленных районах Российской Федерации, а также может быть как экспортный вариант. Именно такие энергоисточники малой мощности представляют, атомные энергоисточники малой мощности являются эффективным средством энергообеспечения экологически чистой энергией. Но известно, в России, можно сказать, был опыт такой по созданию станции. Это Билибинская атомная станция на Чукотке. Но эта станция была построена по всем правилам больших атомных станций, то есть такими, как блоки и миллионники. Но именно создание атомной станции малой мощности на базе реактора РИТМ-200Н в Республике Саха-Якутия в Устьянском районе – это именно совершенно новый вид атомного энергоисточника, о котором будет подробно сегодня рассказано. Я не буду больше задерживать вас и приступим уже к нашим докладам. Первое слово предоставляется начальнику управления по тарифам, земельным отношениям и взаимодействию с органами власти акционерного общества «Росатом-Оверсис» Святослав Витальевичу Пихо. Извините. Он выступит с докладом о экологических аспектах атомной станции малой мощности. Да, спасибо большое, Олег Наверович. Так, слышно меня, я думаю, да? Здравствуйте, коллеги, уважаемые, да? Сегодня поделимся с вами информацией, да, рассказом о нашей станции, о нашей с вами станции, да, с республикой, атомной станции малой мощности на базе реактора РИТМ-200Н, о проекте, который, как уже было сказано главой Республики Саха-Якутия Александром Сергеевичем Николаевым, да, проекте, которого, наверное, не было в республике еще и, может быть, даже никогда и не будет. То есть, да, крупный, прорывной, да, где будет задействовано очень много усилий, как со стороны республики, так и со стороны всей Российской Федерации в целом. Вот, соответственно, перейдем к началу презентации. Да, поделюсь с вами вначале информацией о технологиях, да, на базе которой вообще строится станция. Затем мы от технологий перейдем к аспектам экологической, радиационной безопасности, да, и вообще, в принципе, я расскажу о том, какая действительно станция безопасна, в принципе, да, и на каких принципах она строится. Дальше мы перейдем непосредственно к нашему проекту, расскажу статус нашего проекта, куда мы продвинулись, какие у нас цели на последующие годы, да, ну и в конце расскажу про то, как наш проект связан с целями устойчивого развития и как он помогает вообще в принципе достигнуть устойчивого развития вообще и развития с природой и обществом в целом. Соответственно, про нашу технологию. Как видите на слайде, да, это реактор РИТМ-200, РИТМ-200Н. Не видно? Так. Не переключают? Пока что. Техническая группа, помогите, пожалуйста. В какую сторону направить? Все? О, сейчас как-то получилось.
Вот сюда направляется. Все, спасибо. Как видно на слайде, да, здесь вы можете увидеть как раз такие макеты реактора RITM-200N. Достаточно, ну, с первого взгляда непонятно, большой он или маленький, он действительно небольшой, потому что этот реактор помещается, даже два таких реактора помещаются в ледокол нового типа. Ледоколы, которые уже бороздят пространство Северного морского пути, 3 из них уже в составе Атомфлота находятся, да, и уже работают на благо нашей страны. Соответственно, 2 еще находятся в производстве. Уже 8 реакторов произведено, 6 из них работают, 2 из них сейчас монтируются. Один из ледоколов называется Якутия. Вот, соответственно, ну, в честь самого большого региона в мире, в нашей стране. Соответственно, сооружение вообще в принципе таких реакторов, морских реакторов, на базе технологий которого строится, проектируется, строится наша станция, берет начало с 40-х, 50-х годов прошлого века. Да. Госкорпорация Росатом, ну и вообще атомной промышленностью российской, советской наработан большой опыт, огромный опыт, десятки лет сооружения ледоколов, ледокольного флота. Соответственно, общий опыт безопасной эксплуатации – это более 400 реактора лет. И ни одна страна не может похвастаться таким опытом вообще, кроме Российской Федерации. Так. Видимо, не так просто это переключить. Вот все. Дальше расскажу про наш опыт. Да, действительно, технология RITM-200, она уникальна, она уже апробирована. 6 реакторов уже работает. Соответственно, это не какой-то не эксперимент. Это действительно рабочая технология нового поколения. Одна из станций малой мощности, новых именно, которые мы сейчас эксплуатируем, находится на Чукотке. Это плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». С 2020 года, с конца 2020 года она успешно функционирует в городе Певек и снабжает Чалм-Билибинский энергоузел электроэнергией и теплом город Певек в том числе. Вот, соответственно, на немножко другой технологии реакторной данная станция работает, КЛТ-40С, но эта технология – это предыдущее поколение реактора RITM-200. RITM-200 – это более совершенный реактор, который, как я уже сказал, да, апробирован в условиях, боевых условиях Северного морского пути. Быстро расскажу про наш продукт наземной атомной станции малой мощности. Вообще, в принципе, продукт наш – это 2 реакторные установки в одной станции с возможностью модульного расширения. То есть до 330 мегаватт на одной площадке мы можем расширяться для того, чтобы удовлетворить потребность в том или ином регионе, ну, тех или иных потребителей, промышленных или населения, к примеру. Да. Из самого важного и самого главного станция занимает абсолютно небольшую территорию. Вот для 2 реакторов 12 гектар вполне достаточно, но это в стандартных условиях, 12 гектар вполне достаточно для того, чтобы разместить всю станцию. То есть мы ее в шутку называем школой, да, между собой, потому что действительно площади небольшие занимаются. Также здесь очень важно подчеркнуть, кроме модульности и площади, это топливная компания. Перегрузка, то есть замена топлива, топливных стержней раз в 5-6 лет осуществляется. В отличие даже от больших реакторов, где это год-полтора всего лишь дан для жизни топлива, да, топливного цикла. Здесь же это происходит раз в 5-6 лет в связи вот даже с теми суровыми условиями Арктики, в которых мы существуем. Это очень большой фактор. Ну просто на 5-6 лет оставил топливо и забыл. И реактор функционирует. То есть не нужно ничего подвозить, никакого дизельного топлива, никакого угля, никаких проблем с логистикой уже нет. Соответственно, дальше, переходя к важному аспекту нашей теме, вообще в принципе сессии, это безопасность экологическая, ядерная. В первую очередь важно сказать, что именно наша станция, как и все станции госкорпорации Росатом вообще во всем мире и в России, они соответствуют определенным требованиям. Эти требования, они, как мы их называем, постфукусимские. То есть был проведен
полный многосторонний анализ тех факторов, которые способствовали и привели к авариям, да, которые были вообще в принципе на атомных станциях. Был сделан очень глубокий анализ, соответственно, выводы, из которых были сделаны, это те требования и те нормы безопасности, которые мы как раз таки удовлетворяем и в связи с которыми мы вообще в принципе строим атомную станцию. Соответственно, из самого основного здесь можно сказать это про падение летательных аппаратов, то есть атомные станции не страшны падения даже Боинга там, или Airbus, большого самолета, который может просто впрямую ударить атомную станцию, ничего не произойдет, никакого выброса радиации. Соответственно, это ветровые нагрузки очень большие, которым в принципе соответствует и север Якутии. Да, это все тоже рассчитано, мы тоже смотрели на это очень пристально. Это воздействие экстремальных температур. 5 лет уже работаем в Усть-Куйге, понимаем, что лето, зима, они просто разительно отличаются от плюс 35 до минус 60. Все эти температуры атомная станция призвана выдерживать, да, по нашему проекту. Ну, соответственно, про землетрясение отдельный разговор. Целый ряд огромных исследований уже проведен для нашей именно атомной станции, для того, чтобы она выдерживала максимально возможные землетрясения. Землетрясений 9 баллов нет в Якутии, именно в данном регионе там 7 баллов по последним исследованиям Института физики Земли РАН. Соответственно, мы все равно с запасом будем строить. Это определенно так, делается для всех станций в любом случае. Ну и снеговые нагрузки огромные выдерживает станция тоже призваны. Вот. Это очень актуально для районов Крайнего Севера, особенно для Усть-Куйги. А коротко про ключевые принципы безопасности здесь тоже я скажу. Как я уже сказал, постфукусимские принципы безопасности соблюдаются. То есть при полном обесточении станции, если даже электроэнергии не останется нигде, станция будет функционировать и самоподдерживаться для того, чтобы она безопасно просто была выведена из эксплуатации. По-простому ничего не произойдет, даже если полностью погаснет весь свет. Как вот на Фукусиме произошло, там погас свет и, соответственно, авария получилась. Здесь же это предусмотрено. В районе Крайнего Севера мы понимаем, что такое может произойти, поэтому для этого делается все, и проект создан для того, чтобы такого не произошло и не случилось. Из норм и правил, да, очень важно сказать, что мы основываемся не только на нормах и правилах Российской Федерации, да, которые на самом деле намного строже и важнее, чем нормы и правила МАГАТЭ, да, Международной организации по атомной энергетике. Все-таки базовые нормы, базовые принципы МАГАТЭ полностью соблюдаются в нашей нормативной документации, да, по которой мы строим атомную станцию. Поэтому, когда возникает вопрос, а как же мы строим атомные станции, в России все намного строже. Да, и когда мы приходим строить в другие страны, а мы строим в более чем 10 странах мира, мы зачастую, нам намного проще это делать, вот, потому что действительно наш Ростехнадзор, он блюдит и следит очень сильно, блюдет за соблюдением норм безопасности, вот, и за Росатомом в целом. Так, следующее. По поводу экологии, аспекта экологии как такового, об аспекте экологии как таковом, да. Будущее арктической энергетики, ну, конечно же, должно быть основано, по нашему мнению, на применении современных высокобезопасных и экологически чистых безуглеродных источников. Да, и действительно, атомная энергетика таковым является. Наряду с возобновляемыми источниками энергии. Здесь на слайде вот можно посмотреть на то, сколько действительно выбросов СО2 эквивалента на всем жизненном цикле выбрасывает та или иная станция. И действительно мы можем посмотреть, что атомная электростанция, она идет прямо наравне с ВИА, возобновляемыми источниками энергии. И здесь важно сказать, очень важно сказать, что атомная станция как таковая при работе вообще ничего не выбрасывает. Да, именно с точки зрения парниковых газов. Да и вообще, в принципе, даже пара. Вот наша станция в поселке Усть-Куйга, она даже пар не будет в атмосферу выбрасывать, потому что мы предусмотрели градирни совершенно другого типа, небольшие башенные,
а градирни конденсационные, да, сухие, так называемые, которые будут сохранять максимально возможно большое количество воды в цикле, в замкнутом. Соответственно, на подпитку у нас будет просто минимум воды, и из реки Яна, в непосредственной близости к которой строится станция, мы практически не будем брать воду для этого, для функционирования атомной станции. Так. Про наш проект, да, наш с вами проект с республикой. Проект атомной станции малой мощности начался в 2019 году. Ряд соглашений с республикой был заключен. О строительстве АЭС декларация о намерениях была утверждена правительством республики. Дальше мы пошли в обоснование инвестиций, обосновали, начали проектирование. Соответственно, сейчас идет активная фаза проектирования атомной станции. И я думаю, что в конце этого года, в начале следующего года мы ее успешно закончим и перейдем к фазе строительства. Сейчас на площадке производится сооружение объектов неплощадочной инфраструктуры. Это городок строителей, это дороги подъездные, это водоводы, холодного водоснабжения, линии электропередач временные для того, чтобы строить вообще станцию как таковую. Соответственно, здесь вы можете увидеть, что наш целевой срок – это 2028 год. Мы к нему стремимся для того, чтобы ввести станцию в эксплуатацию. Соответственно, станция без 2 реакторов, там только 1 реактор. Это необходимо для того, чтобы снабжать электроэнергией всех потребителей, которые есть как раз-таки в Усьянском районе, которым нужна эта электроэнергия. Это 55 мегаватт. Соответственно, я думаю, что… дальше покажу. Загораживаю, да? Я очень здесь. Я могу присесть, в принципе. Да, давайте с места, так бы и сказали сразу, да, конечно. Я просто не видел. Прошу прощения. Атомная станция включена в федеральный проект, да, это как национальный проект Росатома, да, федеральный проект по сооружению энергоблоков малой мощности. Соответственно, на федеральном уровне по указу президента данная инициатива и вообще строительство атомной станции малой мощности в Якутии реализуется. Особая важность, в общем-то, этому проекту предано, можно так сказать, да. По текущему статусу самое важное событие. В 21 апреля текущего года мы получили первую лицензию на размещение Ростехнадзора. Это очень важное событие. По-простому, данная лицензия говорит о том, что в данном конкретном месте строить атомную станцию безопасно, в первую очередь, да, с точки зрения именно тех условий природно-климатических, сейсмологических, да, и так далее, мы это можем реализовать. Вот. Соответственно, Ростехнадзор дал нам такое разрешение после проведения общественных слушаний, главной экологической экспертизы, да, с положительным заключением мы вышли из нее, вот, и подготовки всех обосновывающих документов, в том числе анализа безопасности атомной станции и так далее. То есть, здесь также по текущему статусу очень важно сказать, что мы заканчиваем сооружение городка строителей. В этом году первого городка строителей, то есть база целая большая там будет организована, для того, чтобы подрядчики, субподрядчики могли размещаться, комфортно работать, потому что условия очень тяжелые. Соответственно, поселок Усть-Куйга уже давным-давно, если, можно так сказать, не заброшен, то действительно брошен в смысле аварийности. Да. Жилой фонд практически весь аварийный, очень сложная ситуация там, в принципе, с проживанием. Вот с коллегами были на прошлой неделе, негде просто жить. Даже тем, кто приезжает на строительство станции или там с проверками, да, с какими-то другими задачами. Соответственно, первый шаг сделан, проектирование всей инфраструктуры заканчивается, соответственно, мы приступим, я думаю, в этом году, в следующем уже к активной фазе реализации сооружения инфраструктуры. И, соответственно, перейдем плавно к сооружению атомной станции. Хотел бы подчеркнуть обязательно, да, что очень активно работаем с общественностью. Это и семинары,
да, практически, которые мы проводим, и с местными жителями. Это поселок Депутатский, Казачьи, Устьянск и, конечно же, поселок Усть-Куйга. Это первое. Да. Это общественное слушание, которое мы провели и будем проводить. У нас на октябрь-ноябрь запланировано новое общественное слушание по следующему этапу сооружения и получения лицензии на сооружение. И 3. Мы ведем работу с общественностью по направлению демонстрации наших технологий. То есть уже было проведено 2 технических тура на объект использования атомной энергии, а именно на станцию в Нововоронеже, Новоронежская АЭС, и на станцию на Кольском полуострове, Кольскую АЭС, в городе Полярные Зори, Мурманской области. Соответственно, в эти 2 города мы свозили и общественников наших, да, якутских, и журналистов. Это были представители общественных организаций «Народный фронт», да, а также непосредственно жителей поселка Казачьи, жителей поселка Усть-Куйга, Депутатского, Устьянска. То есть, да, мы стараемся показывать полезность вообще, в принципе, атомной станции и показать, как люди живут вокруг атомной станции, да, насколько настроение, да, и вообще, в принципе, отношение людей, кто проживает рядом или работает на атомной станции, меняется, когда она появляется, да, или когда она существует. Соответственно, здесь я думаю, что у меня в моем докладе это все, что я хотел сказать. Я думаю, что коллеги, они тоже поддержат со своей стороны, да, из республики, это министры республиканские, да, в первую очередь, они расскажут про свое. Соответственно, если у вас будут какие-то вопросы, мы готовы ответить и, в принципе, да, готовы к сотрудничеству. Спасибо. Спасибо, Станислав Витальевич. Вы меня немножко опередили. Я как раз хотел сказать, что после каждого доклада выделяется время на задавание вопросов. Кроме того, по окончанию всех докладов можно будет организовать небольшую дискуссию. Каждый может выступить со своим мнением или предложением. А сейчас, пожалуйста, задавайте вопросы. Насколько обойдется сооружение? Нет, надо микрофон необходим, потому что здесь включился по ВКС. Член Общественной палаты Республики Сюльский Сергей Августович. Во сколько обойдется строительство данного сооружения малой атомной станции? Да, спасибо большое за вопрос. Очень популярный вопрос. В настоящий момент точную цифру сказать невозможно, просто потому, что мы еще не закончили проектирование станции. Это по какой причине? Да? Якутия необычный регион с точки зрения строительства, вообще в принципе. Да? Это вечная мерзлота, хотя мы не на вечно мерзлых грунтах строим станцию, мы строим на скале. Специально выбирали такое место, где нам ничего не помешает с точки зрения вечной мерзлоты. Да? И мы понимали, что на этом зиждется вся безопасность, в принципе, атомной станции. При этом по стоимости могу точно сказать, с уверенностью сказать, что тариф на электроэнергию, а это самое главное отражение стоимости станции, в принципе, не важно, сколько она стоит, важно, сколько будет тариф на электроэнергию, который получится для потребителей в итоге, да, для промышленных и для населения. Он будет примерно в 1,5-2 раза ниже, чем тот установленный экономически обоснованный тариф на дизельную электростанцию, которая там существует сейчас, в поселке Усть-Куйга. Сейчас установленный экономически обоснованный тариф 57 рублей за киловатт-час. Соответственно, до 100 рублей это в депутатском, да, там в разных поселках по-разному. Но именно в поселке Усть-Куйга 57. Соответственно, несложно посчитать, сколько примерно будет тариф на атомной электростанции. Соответственно, экономический эффект, он колоссальный. Получается из данного расчета. Окупаемость, смотрите, окупаемость станции на промежутке 60 лет делается. То есть мы не окупаем станцию за 20 лет, у нас промежуток государственный, то есть мы смотрим на, в принципе, весь жизненный цикл станции. У нас жизненный цикл станции – это 60 лет. Сколько реактор работает, столько станции живет. Соответственно, мы закладываем самый максимальный срок.
Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Микрофон возьмите. Добрый день, уважаемые коллеги, Дрон Полякович, преподаватель. У меня вот несколько вопросов получается. Ну, во-первых, как будет решаться в Арктике вопрос по хранению отработанного ядерного топлива, ну, истощения экологии, соответственно. Второй вопрос, каковы вот современные, ну, скажем так, стандарты и возможности обеспечения безопасности станций, потому что, с одной стороны, конечно, если посмотреть, ну, сейчас вот, смотрите, там же дизель в основном жгут, конечно, это грязная достаточно технология, атомные будут более чистые, но, с другой стороны, в случае аварии, если смотреть там на Чернобыль, Фукусиму и так далее, то, конечно, Арктика окажется под угрозой. То есть как по поводу безаварийности, это второй вопрос. И, наконец, третий вопрос, тоже в этой же в близкой тематике. Вот вы рассказываете конкретно про Усть-Куйгу, а насколько мне известно, ранее был еще проект так называемых ПАТЭС, то есть паучьих атомных станций на северных реках, там Яна, Индидирка, Колыма. Это хотелось бы узнать, в настоящее этот проект заморожен и планируется к реализации, что вот с ним. Благодарю. Спасибо за вопросы. Очень правильные вопросы. Давайте с последнего начну, очень коротко отвечу. Данный проект рассматривались концептуально давно, достаточно, больше 10 лет назад, насколько мне известно. Да, я тогда еще не принимал участие активно в этих проектах. Соответственно, было принято решение, что невозможно, в принципе, поставить такое сооружение плавучее в реках. Потому что реки мелеют, соответственно, сезонность присутствует, и это достаточно небезопасно. Вот, поэтому, в принципе, какая-то актуальность, она отпала. И мы перешли, соответственно, к наземному базированию станции. Вот. Отвечая на первый вопрос по поводу хранения отработанного ядерного топлива, смотрите, начну прямо с самого начала. Сейчас мы разрабатываем проект атомной станции. Да? В проекте, именно во время проектирования, мы также делаем проект вывоза отработанного ядерного топлива и обращения с АЯТ и РАО, радиоактивными отходами, да, которые тоже образовываются в процессе эксплуатации станции. Соответственно, когда проект будет завершен, тогда можно будет сказать прям точно по миллиметру, куда, как, что пойдет. С точки зрения именно отработанного ядерного топлива и РАО. Концепция у нас утверждена. Про концепцию сейчас расскажу. Концепция простая. Все, что нарабатывается на атомной станции малой мощности, обрабатывается на ней же. То есть отработанное ядерное топливо, например, да, которое у нас получилось в ядерном реакторе, мы его выдерживаем в бассейне выдержки. Вы, наверное, понимаете, да, в принципе, да, физический процесс. Нельзя просто взять и достать топливо сразу же, его нужно охладить, потому что реакция деления еще идет, соответственно, это до 4 лет происходит. Оно остается безопасно в бассейне выдержки, затем и это топливо погружают в специальные транспортные упаковочные контейнеры, да, которые тоже безопасными являются и не позволяют отработанному ядерному топливу выделять какие-либо вещества радиоактивные, да, в окружающую среду. И эти контейнеры вывозятся на Большую Землю. Да, и тоже не секрет, куда, в Челябинскую область, город Озерск, где есть линия по переработке ядерного топлива, отработанного ядерного топлива, которая разбирается по частям, можно так сказать. Да. Часть из материала 235-го урана, 238-го, она уходит в вторичную проработку, переработку и используется для того, чтобы делать новое, свежее ядерное топливо. Вообще, в принципе, остальные части, да, остатки, которые остаются, они как раз специализированная организация создана для того, чтобы с ними иметь дело и, в принципе, их перерабатывать. Вот. Это не делается на территории Якутии. Самое главное, и здесь это важно понимать, да. Специальный спецкорпус создается на территории как раз-таки атомной станции для того, чтобы АЯТ и РАО обрабатывать. Вот, соответственно, здесь, если ответить на ваш вопрос, вот, и к второму вопросу переходя, он затрагивает
насколько у меня немножко вылетело из головы. Можете повторить, пожалуйста? Как получается в арктических условиях, в условиях достаточно сурового климата, будет, ну как гарантировано, как пойти на 100% все нельзя говорить, но, скажем так, максимальное обеспечение безопасности, защиты от возможных аварий, которые, конечно, в арктических условиях могут быть также очень опасными. Смотрите, есть для этого предусмотрены те системы безопасности, которые мы устанавливаем на атомную станцию, да, пассивные и активные системы безопасности. Соответственно, многие из этих систем работают при полном обесточивании. То есть не нужна электроэнергия для того, чтобы поддерживать состояние расхолаживания реактора, чтобы он пассивно отводил тепло, чтобы вода, теплоноситель, пассивно отводила тепло от реактора и не происходило никаких то есть аварийных ситуаций, которые происходили там на Фукусиме или на Чернобыле. Вот. С одной стороны. С другой стороны, предусмотрена система аварийного энергоснабжения. Это дизеля САЭ, системы аварийного энергоснабжения, которые разбросаны в 8 точках электростанции. То есть, да, это сделано для того, чтобы в разных местах происходила взаимозаменяемость этих дизелей. Они очень надежные, надежность высокая, соответственно, при полном обесточивании они по первой категории, особой категории надежности включаются для того, чтобы поддерживать электроэнергию на станции, да, для того, чтобы безопасность обеспечивать. Соответственно, кроме этого, также еще планируется резервная дизельная электростанция, которая будет находиться недалеко от поселка, в принципе, примыкать к поселку, но она призвана не для того, чтобы обеспечивать безопасность атомной станции, она призвана обеспечивать энергобезопасность района, то есть поселка и всех потребителей, да, там, промышленных и населения, которое будет нуждаться в электроэнергии, если атомная электростанция, например, идет на перегрузку топлива. Да, это месяц. Месяц атомная станция не работает, раз в 5 лет, соответственно, нужен надежный источник для того, чтобы перегрузить топливо. Соответственно, вот так это планируется обеспечивать безопасность и потребителей самой станции. Да, вот, Пожалуйста. Лучок. Дмитрий, общественный экологический центр. Хотелось бы затронуть тему. Да, действительно, слушали то, что отработанное топливо, оно перерабатывается, утилизируется, все по правилам. Это как бы верхушка айсберга, да. Вот в презентации я заметил то, что тепловая мощность выделяется в размере 190 мегаватт. И куда девается эта тепловая мощность? Тепло куда отводится? Атомная электростанция, это, в общем, 70%, 80%, да, это тепловые выбросы, как мы понимаем, да? Доходит ли оно, будут ли доведены вот эти линии, или не знаю, до тех поселков, которые вы перечислили, Усть-Куйга, может, Депутатский, то есть Усть-Янск, да? Усть-Янск, да. Да. Вот как это решение предусмотрено вашим проектом? Осветите, пожалуйста. Да, вот смотрите, тут два вопроса. Первый вопрос как раз-таки связан с теплом. Я в презентации очень коротко затронул, но сильно в подробности не уходил. Сейчас подробно расскажу. Наш проект это предусматривает, да, и по климатическим соображениям, по соображениям того, что у нас ограниченный источник воды. Да, несмотря на то, что Ян достаточно широкая, большая река, были случаи полного перемерзания этой реки, и они происходят раз в 5-7 лет, по нашим наблюдениям. Да? И, в принципе, если происходит полное перемерзание, нет источника воды, мы не можем функционировать. Да? Это небезопасно. Соответственно, для этого мы придумали систему полного замкнутого цикла воды внутри станции. По-простому, градирни не башенные, которые выделяют очень большое количество пара. Когда я, насколько знаю, в Якутске нет ТЭЦ с башенными градирнями. И если были, например, там на Дальнем Востоке, в центральной европейской части России, там такое везде, и вот эти большие облака поднимающегося пара можно видеть, особенно зимой. Это достаточно такое распространенное явление. Такого в Усть-Куйге не будет. Почему? Потому что градирни будут похожи на холодильники. Да, они будут остужать воду, которая будет достаточно высокой температуры выходить, конденсационная вода, которая будет турбину, по сути, охлаждать, турбогенераторную установку, внутри самой станции. То есть не будет выделяться тепло наружу. Вся вода будет оставаться внутри. Соответственно,
Это плюс большой для того и для самой экологии, то есть не будет образовываться вот этих облаков и какой-то там экосистемы новой, можно так сказать, да, с одной стороны. С другой стороны, мы просто уходим от проблемы с водой. Нам не нужна такая большая подпитка, именно для этого мы делаем резервуары, да, чтобы вот зиму какую-то вот это вот небольшой промежуток времени, когда может быть перемерзание, мы смогли без проблем решить проблему с недостатком воды. 30 кубических метров в час у нас всего лишь воды необходимо для поддержания работы станции технологической. Тепло. Да, тепло, оно... Теплоснабжение. Да. Смотри, по поводу теплоснабжения населенных пунктов. Провели анализ именно теплоснабжения за счет съема с контура теплофикационного контура, с конденсата с турбины, оно оказалось достаточно неэффективным. Почему? В условиях именно крайнего севера. Посчитали, что с тем тарифом на электроэнергию, который у нас будет намного дешевле делать электроотопление. Вот. И либо индивидуальная, либо котельная она будет в Усть-Куйге находиться. Соответственно, сейчас проект однореакторной установки, да, мы планируем снабжать всех потребителей поселка Усть-Куйга и промышленные предприятия, да, вот, золоторудное месторождение Кючус. При этом также прорабатывает сейчас с республикой совместно проект двухреакторной станции. И этот проект рассчитан уже на поселок Депутатский, в первую очередь, да, и промышленных потребителей поселка Депутатский, и потребителей населения, которое там живет. По поводу Казачьего и Устьянска тоже идут переговоры. Мы также с республикой прорабатываем этот вопрос на федеральном уровне, но пока конкретного решения нет, потому что там нет промышленных предприятий больших, только население. Соответственно, нужны большие средства для того, чтобы линии электропередач туда построить. Соответственно, вот по энергоснабжению, теплоснабжению населения вот такие планы. Спасибо, Станислав Витальевич. Еще вопрос? Пожалуйста, задавайте. Дмитриева, Центр экопросвещения ЕГЭ. Первый вопрос. Кто финансировать будет эту станцию? Потому что сумма, в принципе, называлась в 2021 году. Да, сейчас... Во-вторых, значит, все-таки электрификация вот тех населенных пунктов, ради которых в том числе воздвигается эта станция, входит ли в планы вашего проекта? Это второй вопрос. И третий вопрос. Согласитесь ли вы с тем, что, в принципе, эта установка – это первый опыт строительства движения этой станции на тверди, поскольку до сих пор имеется опыт использования ее только в плавучем варианте. Поэтому можно ли сказать, что это будет эксперимент на территории республики? 3 вопроса. Смотрите, да, спасибо большое за вопросы. По поводу первого вопроса, стоимости станции и вообще финансирования, да, хороший вопрос. Не секрет, большая часть средств – это заемные средства, заемное финансирование синдиката банков, крупнейших банков Российской Федерации. Это Сбербанк, ВЭБ, Внешэкономбанк, ВТБ, Газпромбанк. Да, это первое. То есть это привлеченное финансирование. Часть средств, около 30% это средства госкорпорации «Росатом», собственные средства госкорпорации «Росатом», инвестиционные программы. И чуть больше 10% это средства Фонда национального благосостояния Российской Федерации. Соответственно, если так смотреть, чисто технически средства федерального бюджета здесь не присутствуют. Да, понятно, ФНБ, да, это средства государева. А средства госкорпорации я бы тоже отнес к государственным деньгам. Но больше половины средств – это привлеченные средства от банков. То есть финансироваться будет банковским финансированием станции. Я прошу вас извинить, а второй вопрос могли бы, пожалуйста, повторить? Войдет ли в проект электрификация тех населенных пунктов,
для блага которых в том числе воздвигается эта станция. Да, смотрите, спасибо большое. Поскольку до сих пор такой линии не проложено, Ага. нет. И, кстати, если она и пойдет, то пройдет по местам, наверное, территории традиционного пользования. Да, Если это вы- вот очень правильный вопрос задаете, правильно сказали, тоже поясню. Презентации этого не было, но обязательно скажу. По поводу электрификации. И, как я уже сказал, вот коллега задавал вопрос. Атомная станция малой мощности с одним реактором будет снабжать поселок Усть-Куйга и всех потребителей, которые там будут, да, и промышленных потребителей, да, на которых рассчитана как раз-таки тоже атомная станция. Другие поселки тоже рассматриваются как потенциальные потребители, но сейчас в проекте мы не можем их отнести к гарантированным потребителям, потому что необходимо создавать инфраструктуру. А эту инфраструктуру нужно создавать совместно с республикой, федеральным центром. То есть непростой вопрос, мы его пытаемся решить совместно с коллегами из республики, а также с федералами, можно так сказать. Да? А по поводу вопроса, связанного с я прошу меня извинить. Про эксперимент, да, о чем вы сказали, да. И про традиционное природопользование тоже, да, Табаяна, община. Про нее, да, сначала скажу. Мы провели этнологическую экспертизу, ОВЭС, успешно ее прошли, получили экспертное заключение положительное, распоряжение правительства республики было выпущено о положительном заключении ОВЭС и экспертизы этнологической. И, соответственно, уже... ОВЭС, оценка воздействия на этнологическую среду. Да. Соответственно, мы провели все исследования, распоряжение вышло о положительном заключении, что мы можем строить атомную станцию на территории природопользования, да, где как раз существует община Табаяна. Они согласились с этим, и мы выплатили даже компенсацию уже. То есть вообще, в принципе, не распространена выплата сразу же всей компенсации, например, да, по традиционному природопользованию сразу. То есть это делается на протяжении всех лет эксплуатации, да, а мы сразу же всю сумму выплатили. Ну, соответственно, и достаточно быстро это сделали, буквально за несколько месяцев после того, как распоряжение вышло. Вот. А по поводу эксперимента. Смотрите, я уже об этом говорил в своей презентации. Нельзя говорить, что это эксперимент. Почему? Просто потому, что уже 6 реакторов таких, именно такой технологии, а она не будет ничем отличаться на самом деле от той технологии, которая находится на ледоколе, уже эксплуатируются успешно. А 2 реактора уже 3 года эксплуатируются в тяжелых условиях Северного морского пути. И ледокол 5.2.0 нового вот этого проекта, это единственный ледокол, который круглогодично ходит из Мурманска до Берингового пролива. Такого никогда не было. Соответственно, реактор себя успешно показал, но и тоже здесь нужно понимать, что это реактор не новый. Он основан на той технологии, которая больше 50 лет, в принципе, уже была создана, эксплуатируется и усовершенствуется с каждым годом. Вот. Это, как можно сказать, гордость России на самом деле. Потому что таких технологий ни у кого нет. Ни у китайцев, ни у американцев, ни у кого. Соответственно, нельзя говорить, что это эксперимент. Это пилотный проект, это первый проект. Да? И он в очень тяжелом месте строится, да, в Якутии. С этим здесь спорить нельзя, абсолютно нельзя. Но технология проверенная. И именно в таких суровых условиях мы готовы и хотим показать, что технология будет работать и может быть тиражирована в других местах. Да, по всей России, в Арктике, а также за рубежом. Вот. То есть здесь вот, в принципе, такое мнение. Еще вопрос. Каковы сроки эксплуатации этих энергоблоков, да? И насколько безопасна вода, которая используется для охлаждения? Она абсолютно безопасна? Ее же, наверное, куда-то сливают, в водоемы или куда, под землю?
Да, спасибо за вопрос. По поводу воды все просто. Это третий контур. Он не является нисколько радиоактивным. Это просто обычная вода, которая перегрета там, до 90 градусов, которая на грани с паром находится. Ее просто нужно охладить, и все. То есть она чистая. Вот ее с речки взяли, воду подготовили, то есть специальная химлаборатория есть, которая очищает ее, привозит ее. Ну, конечно, можно, да. Но смотрите, простой пример. На наших атомных станциях, например, в Воронеже есть прутохладитель. Это еще немножко другая технология, когда вода в прутохладитель, например, сбрасывается. Да. В этом прудоохладителе проходит ежегодно чемпионаты по рыбалке. То есть, да, там хорошая рыба растет, то есть разводит рыбу, проблем никаких нет. То есть, да, растительность там есть, все хорошо в этом отношении, да. По поводу реактора, да, сколько он лет работает, уже говорил, 60 лет эксплуатации непрерывной, да, именно реактора. Парогенераторы раз в 30 лет замена, то есть оборудование. Сейчас у нас НИОКР, научные исследования проводятся для того, чтобы замена была раз в 60 лет, чтобы на уровне с реактором шло. То есть последующие станции уже будут с другими парогенераторами. Но проводится НИОКР для того, чтобы станцию продлить эксплуатации до 100 лет. То есть у нас уже успешно мы продлевали сроки эксплуатации многих станций в Российской Федерации и за рубежом. Вот. Соответственно, опыт будем использовать. Так, спасибо, Станислав Витальевич. Ну да, последний вопрос, да, потому что мы очень здорово вышли из регламента. Здравствуйте. Представлюсь, меня зовут Аркадий Клепичин. У меня вопрос такой, не знаю, в тему или нет. Вопрос такой, рассматривали ли вы другой источник энергии? Допустим, не именно атомная электростанция. Допустим, сейчас планируется в Ленском районе строительство ТЭС, которое это электричество будет подаваться в Китай. Вот, допустим, с Ленска до Китая 1800 километров. Соответственно, если протянуть вот эту линию с Ленска до Усть-Куйги, это 1300 километров. Это первый вопрос. И, допустим, и второй вопрос. Вот у меня находится копия протокола этнологической экспертизы. И у меня вот такой вопрос. Почему в этом списке голосующих, здесь голосовали 12 человек, отсутствуют представители Устьянского района? Почему? Спасибо. На первый вопрос, наверное, отвечу, да? Добрый вечер, уважаемые коллеги. Спасибо за вопрос. Отвечу на первый вопрос, да, связанный со строительством станции в городе Ленске, с рассмотрением вопроса строительства линии электропередачи до Китайской Народной Республики. На текущий момент этот проект никем не поддержан. Это раз. Значит, изначально был разговор о строительстве 8-гигаваттной станции. 8 гигаватт, для понимания, 8 тысяч мегаватт. Наша станция на горе, вот здесь Якутская ГРЭС-2, установленная мощностью 196 мегаватт. То есть сравнить, это очень большая станция. Даже если каким-то чудесным образом эта станция будет построена, 8-гигаваттная, на газу, у нас газа хватит, условно говоря, на 15-20 лет. Все, и станция встанет. Значит, линия электропередач не 1300, а предполагалось 2200, по-моему, километров. Значит, класса напряжения 500 киловатт. Значит, потребитель там большой, но, значит, на текущий момент этот проект сейчас не рассматривается и не реализуется. Интеррау, структурное подразделение в Российской Федерации, которое отвечает за экспорт электрической энергии, сейчас будет строить Новоленскую ТЭС. Вы, наверное, уже в курсе, да, если следите за энергетикой. Да, с установленной мощностью 550 мегаватт для энергоснабжения, закрытия дефицита южной части Якутии и северной части Иркутской области для золотодобывающих предприятий, таких как Поле золота, а также энергоснабжение восточного полигона, а также части Бурятии. 550 мегаватт. Вот.
Значит, есть понятие экономической целесообразности строительства любого объекта экономики, в том числе и энергетических объектов, да, ну и строить линию электропередач с Ленска до поселка Усть-Куйга с суммарным потреблением в поселке непосредственно Усть-Куйга с пиковым потреблением порядка 1,5 мегаватт, ну, думаю, что это экономически нецелесообразно. Вот с этой точки зрения сейчас говорю. Ну и рассказываю про ту ситуацию, которая сейчас есть в городе Ленске. И второй вопрос был про этнологическую экспертизу. По поводу этнологической экспертизы коротко отвечу. Надо ознакомиться с документами. Да. Если, да, вообще проблем нет, да, вы можете передать. Ага. Да, хорошо. Да, для ознакомления с документами. Вот, мы после ознакомления, я думаю, паузу возьмем, без проблем ответим на данный вопрос. Это, ну, как бы, никаких проблем нет. То есть здесь мы открыты. Да, я думаю, что проблем нету. Давайте так поступим, да. Мы можем письменно ответить на любой вопрос, да, к вам. Ну, к нам, который вы нам адресуете, в том числе вот по данному протоколу. Просто нужно ознакомиться, посмотреть. Да. Так знаете, очень много протоколов есть. Давайте посмотрим. Я посмотрю. 9 декабря 2022 года. Протокол подписан. Да. Там написано, но, наверное, не поступало. Голосовавших 12, вот этот вопрос. Нет, подождите, да, давайте, смотрите. Аркадий задает, в принципе, нормальный вопрос. Да? Присутствовало 22 человека, представителей Устьянского есть, да, а проголосовавших всего лишь 12. Давайте разберемся с этим вопросом и обязательно ответим. Конечно. Да. Ну и тут даже скорее, ну, я бы так сказал, мы проконсультируемся еще с Министерством Арктики, потому что Минарктики проводил вообще, в принципе, протокол Минарктики, не Росатома. То есть, да, и мы-то заинтересованы в том, чтобы все правильно проходило. Ну, без проблем ответим на этот вопрос, почему так произошло. Да. Хорошо, спасибо вам. Подождите, пожалуйста, мы очень здорово выбились из регламента. Ну, давайте тогда последний вопрос, если вам так хочется его задать. Возьмите микрофон. Я Степанов Валерий Егорович, Институт физтех проблем Севера. Вот известный эколог Иван Семенович Бурцев на якутском языке протестует против строительства станции Усть-Куйге. И при этом он апеллирует, что правительство нарушает статус безъядерной зоны, который республика объявила в 1991 году. Я вам книгу передал. Прошу представителей правительства прокомментировать вот этот тезис Бурцева, что вы нарушаете статус безъядерной зоны. Да, давайте прокомментирую очень коротко. Да. Все этот документ читали, да, все с ним знакомились. Мы даже не раз отвечали уже на этот вопрос. На самом деле в документе написано, вот я прям цитирую, установить, что безъядерный статус Якутской Саха СССР означает запрещение производства, размещения, хранения, испытания ядерного оружия и его компонентов. Про это мы вообще не говорим. Да. Здесь у нас не будет такого производства. Да. Да, у нас не будет производства ядерного оружия, мы его не производим. Это раз. Использование ядерных взрывов в мирных целях тоже к нам не относится. В 1987 году прекращены. Ну да, это, да, вот коллега подсказывает, в 1987 году все такие ядерные взрывы не только на территории как бы республики, а вообще на территории всего СССР прекращены. Третье. Ввоза, хранения и захоронения радиоактивных отходов, непроизводимых и неиспользуемых в республике. Ну, радиоактивные отходы даже будут производиться в республике, потому что это атомная станция, она производит их. Но мы их захоранивать и даже хранить не будем в республике, потому что у нас есть специальные хранилища на большой земле для этого. Мы их будем вывозить из республики. Даже несмотря на то, что прямого запрета в этом постановлении нет на это. Четвертое. Добыча расщепляющегося сырья и производство радиоактивных продуктов. Соответственно, то же самое.
мы ничего не добываем, никакого 235-го урана, плутония или там, тем более радия или чего-то еще, ну, в ходе того, что мы строим атомную станцию. В принципе, все. То есть я вот прокомментировал постановление. Постановление, оно как бы говорит немножко о другом, о том, что было раньше, да, и о том периоде, когда, да, были испытания ядерного оружия. Сейчас со строителем мирного атома, строительством атомной станции это никак не связано, абсолютно. Поэтому вот как мог, прокомментировал. Олег Энверович может тоже прокомментировать, он более как бы опытный в этой сфере. Я хочу добавить, что в Якутии проводились мирные ядерные взрывы в интересах геологов, в интересах газодобытчиков, но в 1987 году был наложен мораторий на все ядерные взрывы, в том числе и мирные. И с тех пор нигде не проводятся никакие ядерные взрывы. А по поводу добычи каких-то изготовления расщепляющихся материалов, такого в Якутии никогда не было. И у нас производство расщепляющихся материалов только в 3 местах. Если это Челябинская область, Томская и Железногорск, Красноярского края. Поэтому никаких производств по производству ядерных материалов, делящихся материалов, в Якутии не будет. А по поводу захоронения радиоактивных отходов, как-то сказано, ввоз в республику, ввоз никогда не будет. В Якутии у нас сейчас строятся места окончательной изоляции радиоактивных отходов. Действует один в Новоуральске, в Свердловской области, и строится еще 2. Один строится в Томской области, в Северске, и второй строится в Челябинской области. И поэтому все радиоактивные отходы, которые образуются на всех объектах использования атомной энергии, это не только атомные станции. Это большое количество радиоактивных отходов образуется тоже и в медицинских учреждениях, поскольку там используются радиоактивные материалы. И большое количество радиоактивных материалов, источников ионизирующего излучения используется во всех областях промышленности, это металлургия, машиностроение и так далее. Они тоже все будут захораниваться только вот в этих пунктах, которые создаются для окончательной изоляции. А по поводу планирования, никаких планирований и объектов по окончательной изоляции радиоактивных отходов на территории Республики Саха-Якутия не планируется и даже нет таких предложений. Уважаемые слушатели, мы очень здорово выбились из регламента, но я понимаю, что это очень актуальный вопрос, активный. Задавались много вопросов, на которые, я думаю, вы получили все исчерпывающиеся ответы. У нас хотела выступить, поскольку я уже упоминал, что этот круглый стол проводится совместно Общественным советом госкорпорации «Росатом» и комиссией Общественной палаты Российской Федерации по экологии и устойчивого развития. Так, председатель комиссии этой Елена Акинфовна Шаройкина, она сейчас находится на совещании в администрации президента, поэтому она не может выступить. И поэтому я предлагаю следующее выступление предложить Вячеславу Павловичу Емельянову, министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия. Его доклад называется «Малый источник большой энергии». Пожалуйста, Вячеслав Павлович. Олег, спасибо большое. Еще раз добрый вечер, уважаемые коллеги. На самом деле формат проведения нашей секции очень хороший, да, в том плане, что начали мы не издалека, а прям начали общение по технологии атомной станции малой мощности. И в 2018 году, не могу не остановиться на истории, да, когда мы в первый раз встретились с коллегами из госкорпорации «Росатом», у меня были примерно вот аналогичные вопросы, да, связанные в первую очередь с безопасностью. Ну что такое строительство атомной станции малой мощности? Хочешь ты этого или не хочешь, в голову приходят такие ассоциации, как Чернобыль, Фукусима, да, и значит, больше вопросов, связанных с безопасностью и здоровьем населения, которое проживает на территории республики. Поверьте мне, я вот человек, который родился в глухой деревне, условно говоря, всю жизнь до окончания школы жил в деревне, для меня природа и безопасность являются, ну, приоритетом. Да? И я вот те же самые вопросы с 2018 года по сей день и задаю, может быть, не такие там
конкретные, да, как вы, но там и по технологии и так далее и тому прочее. И поверьте мне, вот и из года в год я вот более, так скажем, вот много изучив материалов, и в том числе и технические, и экономические документы, для себя представляю, что атомная станция малой мощности на территории арктической зоны, и тем более что такой арктического района, как Усть-Янский улус, поселок Усть-Угай, будет большим аккумулятором, так скажем, экономического развития не только поселка Усть-Куйга, но и в целом арктических районов нашей республики, да, и Российской Федерации в целом. В 2018 году, когда мы подписали соглашение первое о взаимодействии госкорпорации «Росатом», было создано несколько рабочих групп, в том числе сельское хозяйство, медицина, образование, энергетика. Я очень рад, что вот наша рабочая группа «Энергетика» сейчас активно работает, и мы с вами сейчас активно вот эти вопросы обсуждаем. В этом году, как Святослав сказал, уже открываем временный строительный городок. В следующем году начнем активную фазу уже непосредственно реализации самого проекта. И в статусе первого заместителя руководителя штаба по реализации данного проекта очень горд и в первую очередь за нашу республику, что такой большой проект будет реализовываться на территории республики. Это же не только строительство атомной станции, да, малой мощности, это и развитие промышленной отрасли. Мы в прошлом году на полях Восточного экономического форума подписали четырехстороннее соглашение, на основании которой можем с уверенностью сказать, что для арктических районов нашей республики это будет самый крупномасштабный инвестиционный проект, который улучшит качество жизни в арктических районах с общим объемом финансирования более чем 230 миллиардов рублей. То есть я сейчас говорю не только про атомную станцию, но и в том числе про промышленные кластеры, которые будут развиваться благодаря реализации такого проекта. Ну, на текущий момент значит, реализация проекта поддержана Госкомиссией по вопросам развития Арктики. И мы, когда в прошлом году обсуждали данный вопрос на уровне Юрия Петровича Трутнева, значит, было дано поручение Минвостокразвития совместно с федеральными органами исполнительной власти, с Республикой Саха-Якутия, да, о необходимости разработки комплексного плана по созданию значит, в республике Кычуского кластера месторождений твердых полезных ископаемых. Ну и, соответственно, мы по данному комплексному плану, значит, на текущий момент и отрабатываем. Ну, безусловно, реализация проекта позволит улучшить инфраструктуру не только самого поселка, но и ближайших населенных пунктов. Да, действительно, мы рассматриваем, наверное, ну, вот возвращаясь к вопросу Аркадия, да, ну и в том числе вот Дмитрий, по-моему, да, вас зовут, задавали вопрос в части выдачи мощностей, не только тепловых, но и электрических. Рассматривается, естественно, вопрос, связанный с электроснабжением, ну, непонятно, самого поселка Усть-Куйга. Рассматривается вопрос строительства энергоснабжения поселка Депутатский, село Казачье и село Устьян. Значит, пока, как отметил Святослав Витальевич, нет проектно-сметной документации, который прошел государственную экспертизу. Тем не менее, данные вопросы с повестки дня не снимаются, и в случае параллельного там развития промышленного кластера эти вопросы будут рассматриваться в любом случае. Но на самом деле можно сказать, что госкорпорация «Росатом» в лице «Росатом Оверсис» проводит очень активную работу именно с общественностью. Ну, возвращаясь также к тому, что сказал Святослав Витальевич, это совместные туры с общественностью, с представителями средствами массовой информации, да, в действующие атомные станции. Это проведение постоянных сессий. Мы в прошлом году, как вы помните, коллеги, в сентябре месяце проводили совместную конференцию по возобновляемой энергетике, да, и по атомной энергетике, где проводили ряд сессий, проводили лекции в апреле прошлого года на полях как раз Северо-Восточного федерального университета, общались со студентами, да, Святослав Витальевич, где также ребята очень были активны, задавали вопросы, и, ну, на самом деле очень много пояснений было дано. При этом
Ну, параллельно еще обсуждаются вопросы, связанные... Вот атомная станция малой мощности, она на самом деле не малая мощность, да, это вот так, если сравнить, 55 мегаватт, это мощность для Якутии такая, ну, серьезная. А вот насчет малых мощностей до 10 мегаватт мы как раз в прошлом году на Восточном экономическом форуме также подписали соглашение о рассмотрении вопросов реализации проектов по строительству атомных станций малой мощности на базе реакторных установок «Шельф-М». Это к 2030-2032 году. Это также уже проработанные проекты до 10 мегаватт, которые могут обеспечить наши отдаленные населенные пункты также надежным энергоснабжением. Все вы знаете, что у нас 60% территории Республики Саха-Якутия — это зона локальной энергетики, где мы обеспечиваем электроснабжением от дизельных электростанций. Мы очень много вот за последние 15 лет, по крайней мере, за ту мою трудовую практику в энергетике говорили об оптимизации локальной энергетики. Мы сейчас одни из рекордсменов Российской Федерации по внедрению возобновляемых источников энергии. У нас более 20 солнечных электрических станций. Наши солнечные электрические станции попадают в книгу рекордов Гиннесса как самые большие солнечные станции за полярным кругом. Поэтому здесь тоже очень активно ведется работа. Мы, безусловно, поддерживаем ESG-повестку, да, международное сокращение углеродного следа. И атомные станции малой мощности здесь полностью отвечают всем современным требованиям. Самое главное — безопасности для населения, надежности, бесперебойности энергоснабжения, но и полностью экологично и в некоторых аспектах даже выигрывает у возобновляемых источников энергии. То есть нет внешнего фактора, который бы повлиял на надежность работы атомной станции малой мощности. Но как-то так, я уложился в 8 минут, готов ответить на вопросы. Спасибо. Спасибо, Вячеслав Павлович. Есть вопросы к Вячеславу Павловичу? Пожалуйста. Только, пожалуйста, в микрофон говорите, потому что у нас по ВКС еще. Здравствуйте. Скажите, а по срокам вот строительства когда планируется? Вот я немного не в курсе. Ваше имя как? Гурьева Кыдана. Кыдана? Да, Гурьева Кыдана с общественной организацией. Но меня интересуют вот именно сроки и какие вот регионы вот, ну, первые там, может, у вас реализовываются, в каких улусах? А вы имеете в виду атомная станция малой мощности, да? Ну да. Ну, если мы говорим про атомные станции малой мощности, которые сейчас очень долго обсуждали и рассказывали, в поселке Усть-Куйга у нас, значит, дата ввода в эксплуатацию 28 год, но понятно, что эта дата будет скорректирована с учетом разработки проектно-сметной документации во взаимодействии с нашими промышленными потребителями. Потому что распоряжением правительства Российской Федерации самым крупным потребителем у нас является Селигдар, да? Ну, то есть обладатель лицензии, значит, золотодобывающая компания, которая тоже должна быть готова принимать эту электрическую энергию. Дата ориентировочная, если вы заметили на презентации, 28 год. Вот в эксплуатацию. То есть это через 5 лет. Буквально 5 лет назад у нас прошли, так скажем, самые главные выборы нашей республики. Да? Мы выбрали Айсена Сергеевича в качестве нашего лидера, Илдархана. Буквально это было вчера, а уже в этом году, в сентябре месяце, уже очередные выборы. Да? И вот вы не поверите, 5 лет пролетят очень быстро, и мы уже будем на пороге, так скажем, открытия нового источника современной энергии на территории Республики Саха-Якутия. Ну вот я рассказываю, это поселок Усть-Куйга, рассматривается вопрос энергоснабжения поселка Депутатский, село Казачье и село Устьяна. Да, спасибо. Пожалуйста, еще вопросы есть? Здравствуйте, ГАО «Якутслесресурс», Туяра Семеновна Потапова. У меня очень простой вопрос. Почему именно вот Устьянский улус, а не близлежащие центральные улусы, или наоборот, вот дальние еще северные улусы? И еще вопрос. Будете набирать работников, ну хотя бы тех персоналов? Я там была, в Устьянском районе, полузаброшенная там деревня, поэтому безработица хромает.
или вы будете набирать обязательно специализированных людей? Спасибо. Да, спасибо, Вера Семеновна, за вопрос. Да, скажи. Очень хороший вопрос, на самом деле. Мы в 2018 году, еще раз возвращаясь к истории, да, когда активно обсуждали с коллегами из госкорпорации, какой населенный пункт все-таки выбрать по приоритетности для реализации вот этого проекта по строительству атомной станции малой мощности, безусловно, затрагивались вопросы, связанные с надежностью энергоснабжения наших потребителей и, самое главное, самих потребителей. То есть 55 мегаватт, условно говоря, строить где-то в глухом лесу для того, чтобы обеспечить электроэнергией население там 500-600 человек, да, ну, было бы, наверное, экономически нецелесообразно. Да, лучше построить там маленькую дизельную станцию и работать. И поселок Усть-Куйга именно своим кластером, в том числе и промышленным, да, и связанный с золотодобычей, добычей олова и так далее, там прочее, плюс еще значит, форсированным развитием своей экономики, являлся вот самым лучшим благоприятным населенным пунктом для реализации данного проекта. Ну и в том числе и с учетом логистики, доставки материально-технических ценностей и строительства вот этого объекта непосредственно там на месте. Ну, что касается работников, ну, здесь, наверное, комментарий Святослав Витальевич даст, но я хочу сказать буквально один-два слова, да, что, безусловно, к моменту строительства и ввода в эксплуатацию данного объекта будут работать наши специалисты, которые сейчас готовятся целевым методом в рамках взаимодействия госкорпорации «Росатом». И наши коллеги из госкорпорации «Росатом» идут навстречу и, более того, делают приоритеты и акценты на детях, студентах, которые заканчивают школу именно в поселке Усть-Куйга и Устьянского района. Это очень хорошо. Это как раз Вячеслав Павлович правильно заметил, это про персонал оперативный, да, станции, которые действительно это высококвалифицированные рабочие кадры, это люди, у которых по 2 высших образования, которые, ну, действительно в ядерной физике отучились, сами понимаете, да, это, ну, очень ответственная работа и образование плюс опыт необходим для того, чтобы работать именно на атомной станции, непосредственно вот перед реактором. Соответственно, таких рабочих мест не очень много будет. Это тут не секрет, это чуть больше 100 человек на все смены. Но на атомной станции не 100 человек будет работать, много больше. Это всяческий вспомогательный персонал. От уборщиц до садовников, там, уборщиков снега, бухгалтеров, кадровиков. Это, да, ну, строителей, ремонтников, да, общие ремонтные работы какие-то проводить, там, забор чинить или какие-то здания, там, ремонт делать, например. Это действительно можно набирать и местных, да, и приоритет стоит для того, чтобы набирать местные кадры. Вот пример вам приведу. Сейчас стройка началась активно именно объектов инфраструктуры. 2 примера, очень вот таких показательных. Практически все предприниматели сейчас там работают на субподрядах с нашими организациями госкорпораций, ну, потому что с местными проще работать, у них и техника есть, да, у них понимание есть, где что, откуда взять, а не привозить откуда-то там с большой земли. Действительно, ну, это дешевле и это проще, с одной стороны. С другой стороны, туда сейчас приехало рабочих, ну, если не половина, то почти половина всего поселка. Это уже работники, ну, рабочие, которые строят станцию. Это инженеры и просто разнорабочие. Они выпили практически всю воду, которая была там. В магазинах нечего, ну, не купить воду. Просто предприниматели не подготовились. Вот мы ожидаем, что предприниматели все-таки местные подготовятся к следующему сезону строительному. Я просто к тому, что экономика оживает, причем очень сильно. Там, если вот я первый раз был в Усть-Куйге в 2020 году, ну да, действительно, там совсем все заброшено было. Сейчас там, ну, машины ездят постоянно, стройка идет, геологи, ну не геологи, а наши, кто буровики работают, и геологи тоже работают, да, и буровики работают на самой площадке непосредственно, просто жизнь кипит, ну очень много чего происходит в самом поселке, да, 5 рейсов в неделю не хватает, чтобы летать. Тоже проблема. Мы тоже думаем, как с ней справляться совместно с республикой. Поэтому, ну, маховик такой, вот механизм, он запущен. И мы от этого никуда не денемся. Ну, у людей появится и работа, и возможности.
потому что, вот введем сейчас в эксплуатацию наш городок для строителей. Люди нужны будут, чтобы убираться там, поддерживать, состояние нормального этого городка, да, и инженеры. Да, и торговля потянется, все потянется. Те же, например, гарантирующие поставщики, там, Сахаэнерго, Теплоэнергосервис, получили большие достаточно, сейчас вот заключаются большие достаточно договора на обслуживание всего этого хозяйства. Это тоже же местные кадры. И из республики, и из Усть-Куйги непосредственно. Поэтому работа идет. Мы стремимся к тому, чтобы использовать по максимуму местное население. Спасибо за вопросы. Давайте последний вопрос тогда, потому что мы очень здорово выбились из регламента, а мы еще хотели устроить дискуссию после этого. Пожалуйста, короткий вопрос. Да, но мне кажется, просто вот пожелание, 5 лет, вы правильно говорите, не успеют пройти сразу. Сейчас существует такая нормальная система целевой подготовки специалистов. Поэтому очень большая просьба, чтобы вы сейчас максимально буквально зафрахтовали, нашли на следующий учебный год по всему спектру ваших специалистов заказы ведущих республиканских и федеральных вузах именно целевым способом. И скомплектуйте полный состав, чтобы это были местные ребята, и настройте их таким образом, чтобы они закончили обучение. У нас есть такая проблема, начинают учиться, особенно северные, и потом они бросают. Поэтому в этом плане у вас должно быть некое сочетание и местных, и здесь находить. Если будете нормально платить и перспективу им укажете, то приедут, я думаю, со всей России, но желательно, чтобы это было из Республики Саха-Якутия. Просто как пожелание. Вот это больше не вопрос, а в реальности это принципиально важно. Как показывает опыт у недропользователей, если чем больше местных специалистов, тем больше такой даже неофициальный общественный контроль, он вам очень сильно необходим, и вы на это соглашаетесь, потому что это очень важно. Спасибо. Спасибо. На самом деле мы в прошлом году уже 5, по-моему, целевых мест определили. Да, 5 целевиков. С прошлого года уже начали, я хотел сказать, что эту работу с позапрошлого. Потом были тоже магистратура еще хуже. И в целом по целевому, да. Предложение принимается, абсолютно хорошее предложение, поддерживаем, да. С докладом Вячеслава Павловича. И следующий доклад сделает Максим Викторович Терещенко, министр промышленности и геологии Республики Саха-Якутия. Его доклад «Использование атомной энергетики в промышленности». Пожалуйста. Да, всем доброго дня. Я уж прошу прощения, может, не в формате доклада, так в качестве информации больше, доведения. Если вы позволите, вначале несколько тезисов, с учетом того, какие вопросы звучали, может быть, и ответы будут, и направление задано. Использование в промышленности. Возникает вопрос, а где это сегодня происходит, да, то есть какой эффект, соответственно, дает. Что у нас в мире сначала, и постепенно дойдем и до Усть-Куйги. Первое, 17% в мире выработки электроэнергии у нас это атомные станции. Много? Да. Если это в странах, 31 страна у нас, да, сегодня. Сколько энергоблоков? 440. На каком месте по сравнению с другими? Это у нас угольная электрогенерация и, соответственно, гидроэлектростанции. Весь мир выбор сделал уже давно, включая нашу страну. Сейчас об этом тоже обязательно скажу, наверное, это как косвенное подтверждение. Да? Теперь дальше. Что у нас по странам? Я вот здесь именно в соотношении, раз у нас промышленность и атомная энергетика, да, вы не против? Первые, 8, 7, кто как, да, слышал, передовые страны в плане развития промышленности в мире, немного цифр. Возьмем, например, Францию. Я еще раз, с точки зрения промышленности, не будем ни про что другое, да, 78, по-моему, процентов производства электроэнергии – это атомные станции. Так точно. Еще раз, уровень промышленности станции, ее место в мире и 78%. Если мы возьмем с вами, например, Германию, больше 30%. Это столпы экономики, да, в Евросоюзе. Хорошо, что еще можно? Китай, наверное, можно привести. Очень важно, что у них сегодня
ну, порядка 2 десятков станций, порядка полутора ну, десятков эти строится, у них порядка около 30 40. еще запланировано. Да? Да, То есть, да. что этот процесс, и они только набирают обороты. И вот к этому. Как, соответственно, динамика в плане промышленного производства, где Китай был, как промышленность повлияла, где они оказались. Россия, ну, здесь за меня замечательно Светлана Витальевич рассказал, ну, я уж, позвольте, в переводе на промышленность, да, это сделаю. Возьмем станции, которые и сегодня тоже прозвучали, Курская АЭС. Более 50% промышленных предприятий Курской области у нас снабжаются от атомной станции. То есть эффект. Возьмем Кольскую, да. Кстати, очень важно, что она же у нас первая в Заполярье. То есть это в привязке Якутия, да, кто где находится, да, и так далее. Более 50%. Соответственно, Мурманской области и Карелии, да, если не ошибаюсь, снабжение. Да. Ростовская. В плане производства, все многие знают, я тоже там на производстве был. Многие наверняка из вас, если не ошибаюсь, 75% электроэнергии, да, в Ростовской области, опять-таки. И помимо этого еще производства, там 26 миллионов где-то человек, да, снабжение идет. Ну и Нововоронежская, которая сегодня прозвучалась, то есть это 90% области. Друзья, я просто об экономике, атомной станции и промышленности, соответственно. Не могу не сказать о наших соседях, потому что мы взаимодействуем не только по, в данном случае, по электроэнергии, да, атомной энергетике, по многим другим областям. Что дало такой мощный экономический и промышленный рост у наших соседей на севере, в северо-востоке? Опять-таки, Баимское месторождение. Но оно не было бы, это такое интенсивное развитие, если бы не обеспечение надежным источником электроснабжения. Этого бы развития интенсивного, столь интенсивного, просто бы не было. Сегодня мы конкурируем, наши предприятия с ними, да, сегодня конкурируют, начиная от перевозчиков, продолжая в многих других аспектах. Перейдем, соответственно, еще раз, да, эффект для нашей промышленности. Первое, ключевое, тоже прозвучал хороший вопрос, а можно ли или рассматриваются ли другие части, ну, другие наши районы? Ну, Вячеслав Павлович, вы отметили, что мы рассматриваем, поскольку есть процессы еще более малой мощности, да, энергостанции, они нужны. Почему пришла станция? Почему мы рассматриваем место установления Усть-Куйги? То есть мы не забываем о стратегии нашей страны развития арктической зоны. Что в первую очередь здесь? Это промышленность. И здесь как раз мы скомпоновали проект Кючус, мы долго шли к вопросу лицензирования, мы его провели, этот процесс был не просто, что объявили аукцион, нужно было подготовить, понять, чтобы инвестор туда зашел, он понимал, как будет развитие. И вопрос как раз надежного энергоснабжения по понятной цене, по не тем заоблачным тарифам, которые у нас, был обеспечен. Был ли к этому посыл и запрос от населения? Был. Люди не просто просят, люди требуют развития промышленности. Люди требуют, чтобы их населенные пункты получили новое дыхание. И кто из вас, а многие были, соответственно, и в Усть-Куйге, и в депутатском, Вячеслав Павлович, мы с вами в феврале были, да, ну, пару раз, соответственно, там. Ведь это же боль у местного населения, у людей, которые там живут, возрождение промышленности. И когда они услышали об этом проекте, то есть мы проговорили действительно, то есть вы бы видели глаза этих людей. Они с воодушевлением восприняли, что возрождение промышленности будет, энергетика, атомная станция, кто будет работать, в том числе и самые высокооплачиваемые места. Самые высокие оплачиваемые места сегодня и в промышленности в том числе. Дальше следующий момент, то есть какой эффект для производства. Сегодня мало произвести, еще очень важно продать товар, который будет востребован с учетом новых и вызовов, и тенденций. А здесь какие? Тема безуглеродной энергетики, да, производства. И это как раз атомная энергетика обеспечивает. И когда компании заходят туда, то есть по сути уже этот вопрос, он решен, и определенное направление, как в этом двигаться. Что бы я здесь еще хотел сказать? Развитие промышленности, я вот несколько аспектов вам показывал, да, экономика, ведь за этим всем стоят люди. Везде стоят люди, очень важен в том числе уровень жизни в тех странах, которые я сказал, ну, сейчас обозначил, да, вот в нашем с вами, я надеюсь, сейчас диалоге, наверняка еще вопросы будут. И когда формировали комплексный план развития,
Ведь вопрос не стоял, что просто бросить линию электропередач от станции до промышленных объектов. То есть как у нас стоял вопрос, да, Вячеслав Павлович, да, то есть мы все вместе обсуждали. И этот план, этот план не столько о промышленности, сколько о людях. Начиная от причальных стенок, потому что как поставлять, доставлять товарно-материальные ценности, организование логистики, чтобы там работали наши люди, соответственно, наши предприятия, предприниматели. Продолжая, то сейчас прозвучало, продукты расширения сети для местных предпринимателей, у которых появляется новая возможность. Социальные объекты, потому что приедут люди с высоким уровнем культуры производства, в том числе наши земляки большей частью будут, да, получат образование в передовых вузах, они же должны приехать сегодня не в ту Усть-Куйгу, которая есть 96 или 98% износ жилищного фонда, а сейчас кардинальное преобразование этого поселка будет. Будет возрождение депутатского, да, и так далее, и так далее. То есть вопрос стоял много о чем, то есть о школах, о детсаде, там, ну, на много листов все эти позиции. Это вопрос о людях. Сегодня то, что говорили, чтобы это все пройти, мы двигаем дальше, то есть чтобы гарантированный избыт был электроэнергии. У нас уже сегодня, в прошлом году, отработали с федеральным ведомством, и геолого-разведочная работа на перспективу, на создание новых производств там ведется. То есть не говоря о том, что несколько лет назад, вот в декабре очередная поддержка от руководства страны была принята, меры льгот по добыче олова в нашей Арктике, то есть это развитие новых и действующих, соответственно, производств. Новые геолого-разведочные работы по новым направлениям будут. Это все развитие, это все о людях. И в завершение еще раз, да, хотел бы сказать, когда мы общались с населением на месте, все с воодушевлением, вот вопроса против не прозвучало, вопрос прозвучал когда. Кратко так, если будут вопросы, с удовольствием отвечу. Спасибо. Спасибо, Максим Викторович. Есть вопрос к Максиму Викторовичу? Пожалуйста. Я сам аграрник, всю жизнь проработал в сельском хозяйстве, да. Ну, просто обидно слышать. Ну, с одной стороны, я вас понимаю, что вы все-таки министр промышленности и боитесь, ну, боретесь и болеете за свое дело, да. Но когда вы говорите, что люди прямо просят, чтобы развивала промышленность, да, я считаю, что это не соответствует действительности. Люди просят работу, но не обязательно промышленности. Существует, кроме промышленности, есть еще сельское хозяйство. Вот, пожалуйста, такое не говорите. Я, например, сам, как житель Якутии, противник, чтобы добывающая промышленность развивалась в республике. И мне просто больно и обидно слышать, что вы такое говорите. И я вот прошу, чтобы вот с общественной палаты в Москве вот не думали, что у нас все так гладко, и мы все вот за то, чтобы, значит, например, атомная станция была. Я, например, против этого, против любых опасных предприятий в наше время, когда отсутствует гласность в Якутии, в наше время, когда чиновники и депутаты Якутии не отвечают ни за что, особенно по экологическим нарушениям. Сейчас вот озеро Сайсары, вот можете, я не знаю, как вот озеро Сайсары вот сейчас, прямо сегодня расширяют дорогу. Озеро и так оно погибает, так они еще и убивают. Кого спросить, кто ответственен за то, что сейчас убивает озеро Сайсар? Вот прямо сегодня там техника работает, притесняет озеро напротив сельхозакадемии. Никто отвечать не будет. И также по атомной электростанции, если что-то случится, тоже никто отвечать из присутствующих не будет. Я не говорю, что я не вникал в технологию. Да? Конечно, вы будете уверять, что она безопасная. Да? Я говорю про другое, что отсутствует, значит, публичное обсуждение. То, что я сейчас говорю, никто знать не будет. Это только вот присутствующие услышали, а журналисты не передадут жителям города Якутска. Ну, ВКонтакте останется, но все равно в новостях республики этого не будет. Поэтому я не пытаюсь что-то вам доказывать. Я просто говорю, что в условиях отсутствия гласности в Якутии любые опасные производства, я считаю, что еще рановато. Когда мы нормально заживем, хорошо,
Когда будем говорить правду друг другу, да, тогда давайте мы подумаем о строительстве атомной электростанции. Моя точка зрения. Ну, Спасибо. идет, пусть хотя бы это, дорогие москвичи, не считайте, что у нас все желают прямо так, чтобы добывающая промышленность развивалась, чтобы атомные станции были. Только это хотел сказать. Спасибо за ваше предложение. Сейчас Максим Викторович. Да, спасибо. Но еще раз, мой доклад никоим образом не исключал развитие других отраслей. То есть, когда мы были в районе, соответственно, здесь действительно все связано, как, взаимосвязано, как с первых рядов, да, прокомментировали. То есть будут работать предприятия, и сейчас активно, и Александр Сергеевич, я напомню, да, эту работу системно проводит, чтобы предприятия обращались к местным, в том числе сельхозпроизводителям за их услугами. И продукции, соответственно, закупать. Мы говорим о том, что будут работать местные предприниматели. То есть развитие будет всех отраслей. Еще раз, о возможности и всего остального, вы заметили, вас не прерывает, вы спокойно высказались, я думаю, как и все остальные. Что сказать? Будет человек выбирать место работы, у нас есть правильное направление с точки зрения целевого обучения. И целевое обучение идет и для сельского хозяйства, и для промышленности, и для медицины, и для энергетики. Да, пожалуйста, каждый может выбрать. Просто я говорил о промышленности, а средняя зарплата, вот золотодобыча у нас сегодня, вчера были на предприятии, средняя зарплата порядка 140 тысяч рублей. То есть, я думаю, в атомной энергетике точно будет не хуже. Поэтому каждый человек имеет выбор. Спасибо. Вы задавали вопрос, Максим Викторович очень хорошо ответил по промышленности, а вы, как специалист, который занимается сельским хозяйством, очень хорошее выступление представил Альберт Петрович Васильев, это главный научный сотрудник энергетических и конструкт-технологий имени Долежаля, аграрные технологии на ресурсах атомных станций малой мощности. Именно это его выступление и будет как раз связано с ответом на ваш вопрос. Он, к сожалению, не мог приехать и выступит по ВКС. Можно я тогда, пусть Альберт Петрович выскажется, а ваш вопрос обязательно будет потом учтен во время дискуссии. Альберт Петрович, вы готовы? Можете подключиться? Хорошо, пока готовится Альберт Петрович к подключению, пожалуйста, дайте тогда ваш вопрос. У меня такой вопрос. В 2020 году инициатором строительства атомной электростанции в Устьянском районе был инициатором Евсей Матвеев. В 2020 году Матвей Евсеев, Матвей Евсеев, ко мне обратились жители Устьянского района, поселка Тумат, поселка Казачье, Депутатска, и они написали... Ты можешь подключиться. И они написали общественное письмо Росатому. Соответственно, и моя инициатива... Я говорю, ты не слышишь меня. Я вас слышу хорошо. А вот обратной связи у меня нет. Вот. Поэтому, может быть, ты кратко расскажешь вот о том семинаре, который мы провели в Госдуме. Мы вас видим, слышим. Вот сейчас видим, слышим. Поэтому просьба выключить микрофон. Мы сейчас на вопрос ответим и, соответственно, подключим вас. Спасибо. Хорошо. Жители, повторюсь, обратились ко мне. И, соответственно, я был инициатором в Ултымене, чтобы провести видеозаседание через Zoom. В этом видеозаседании очень много Роспотребнадзор, с Министерства экологии были против этого строительства атомной электростанции. Роспотребнадзор. Вы можете вот эту информацию, допустим, взять протокол в Ултумене. И, допустим,
я напрямую от лица жителей Устьянского района принимал в этом участие и задавал вопросы. И сейчас я тоже хочу вот, согласиться с мужчиной до этого, который спрашивал у Максима Терещенко о том, что не все жители Устьянского района согласны со строительством атомной электростанции. У меня есть эти подписи собранные, даже есть, я могу предоставить, вот кто там, представитель Росатома, всем вам, о том, что эти жители против этого строительства атомной электростанции. Вот это А я причина просто добавил. какая, если коротко? Причина. Причина, они встревожены, боятся, может быть, не предоставляют какую-то открытую информацию по безопасности экологии. Соответственно, вот, допустим, у меня такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, были ли аварии в атомных электростанциях, вот ледокольного типа? Реакторные, ну да. Были ли аварии? Если были, то да, в ледоколах, да. На ледоколах? Да, С на выходом ледоколах. радиации в атмосферу не было ни одной аварии. Не, ну допустим, в 1900, вот сейчас чтобы сюда прийти, это всегда мое кредо, я всегда собираю информацию. И, соответственно, у меня есть информация, что ледокольный реактор в 1965 году, в 1967 году были аварии на ледоколе Ленин. И, соответственно, вот у меня матушка живет в Черском. Соответственно, там электричество идет с Билибинской атомной электростанции. А цена, вот 1 киловатт, они оплачивают, вот матушка моя, 5 рублей 58 копеек, как в депутатске. Соответственно, в чем вы говорите, что будет уменьшение, вы говорите, что будет уменьшение тарифов. Можно сразу прокомментирую по поводу тарифа? Ну, допустим, что в Билибинской атомной электростанции сейчас на данный момент в депутатке точно такая же цена. Можно я прокомментирую? Быстро? Вот по поводу тарифа очень просто. Тариф, который платит население, он субсидируемый. Он не экономически обоснованный. Государство, оно помогает людям, населению. И, соответственно, по специальной программе, да, все жители вообще и предприятия, в том числе Дальнего Востока, не все, но практически все, да, там некоторые категории из этого списка исключены, они платят такой же тариф, как платят люди в центральноевропейской части России. Это программа. Экономически обоснованный тариф в Черском намного выше, чем вы сейчас назвали. Я вам сейчас не скажу, какой конкретно, да. В депутатском, например, 90, по-моему, 4 был в этом году экономически обоснованный тариф. Да, и вот эту разницу 89 рублей платит государство. И субъекты малого и среднего предпринимательства оплачивают по экономически обоснованному тарифу. Вы представьте, магазин, да, оплачивает за электроэнергию 90 рублей. А экономически обоснованный тариф атомной станции малой мощности будет намного меньше. И субъекты те же самые малого и среднего, хлебопекари, да, в общем, все те, кто занимается предпринимательством, юридические лица будут оплачивать меньше, чем сейчас. Вот это нужно понимать. Льготный тариф, где бы ты ни проживал, Вилюйский в зоне действия Вилюйской ГЭС, значит, в Депутатском, село Утая, Верхнеколымский, город Якутск, 5 рублей 50 копеек. В среднем я имею в виду. Насчет этого я еще доведу свою информацию, если вы мне предоставите, слово там, минут 5. Но сейчас еще хочу... У нас по времени. Да. Вам предоставить, людям предоставить информацию, допустим, в Билибинской атомной электростанции были 1, 2, 3, 4, 5 аварий. 5 аварий было. И, соответственно, вы как, допустим, вы гарантируете ли безопасность этой атомной электростанции? Я сейчас вам прокомментирую по поводу аварии, то, что была на ледоколе «Ленин» и на Билибинской станции. На ледоколе «Ленин» была авария, это с первым реактором. Это первый реактор, который был поставлен на ледокол. Это был вообще первый реактор такого типа, который использовался, от которого пошла сейчас атомная энергетика.
Была авария, связана, что расплавилась активная зона реактора, но все выбросы радиоактивности за пределы самого ледокола не было. Очень была проведена операция по поводу ликвидации аварии. Этот отсек с реактором с аварийным был вырезан и затоплен в Карском море. Аварии с выбросом радиоактивности не было. То есть потом была проведена дезактивация этого помещения, где находился реактор, который был вырезан и затоплен. И был там установлен реактор следующего же нового поколения. И ледокол продолжал работать. Ледокол после этого, эта авария была в 1962, по-моему, году или в 1963, и ледокол эксплуатировался до 1991 года. По поводу аварии на Билибинской станции. Там тоже были аварии, связанные с разгерметизацией ядерного топлива, но выброса за пределы станции, выброса радиоактивности не было, и никто не пострадал. Аварии с выбросом радиоактивности были только как вот уже упоминалось, это был Чернобыль, Фукусима, и небольшой выброс аварии был в Великобритании на станции. Вот. А на транспортных реакторах ни одной аварии с выбросом радиоактивности за пределы самого объекта не было. Билибинский. На Билибинске не было, я говорил, что там были. Не транспортный реактор. Это, во-первых, это реактор не транспортный, это реактор совершенно другого типа. Этот реактор был основан на базе реакторов, которые использовались в военных целях для наработки оружейных ядерных материалов. Вот. И такого типа реактора, такого не планируется даже строительство. Это реактор совершенно другого типа, поскольку это был там уран-графитовый реактор, то есть там все топливные стержни находились в графите, в графитовых колоннах, и не было корпуса реактора. Этот же реактор, корпус, который тоже является вторым защитным барьером для выхода радиации. Если я вам ответил на вопрос. Продолжаем тогда, у нас очень четко. Альберт Петрович, удалось подключиться? Ну вот сейчас проверьте, слышите ли вы меня. Да, Альберт, мы тебя хорошо слышим, давай. Хорошо. Я с большим интересом слушал вас, слушал выступавших и их вопросы. И мне приятно, что люди неравнодушно относятся к такой новой проблеме и к способам ее решения. Дело в том, что я побывал на очень многих атомных станциях в разных странах, особенно в тех странах, где борются многие, большие массы людей борются против атомной энергетики. Очень критично подходят. Это, скажем, та же Финляндия, Южная Корея, это Швеция, где особенно остро обсуждают вопросы безопасности населения окружающей среды. И если бы вы посмотрели то, что делают осторожные финны, вы бы поразились бы тому, что они делают по сравнению с нами. Требования наши гораздо жестче и гораздо безопаснее для окружающей среды и населения. Теперь вот о тех реакторах, которые пойдут, предполагается, что пойдут к вам. Это реакторы судовые. Они десятилетиями на кораблях работают, люди работают рядом с ними, буквально в шаговой доступности от этого реактора. И сейчас с корабля их снимают на твердую сушу, где гораздо безопаснее, где гораздо проще обеспечить их безопасную работу. Но об этом вам Олег Муратов мог бы рассказать. А я хочу сказать о другом. О нашем предложении, которое мы недавно обсуждали в Общественной палате Государственной Думы. В чем состоит наше предложение? Дело в том, что у этих реакторов только 30% их энергии идет в электроэнергию. Все остальное – это тепло. И вот мы хотели бы предложить вам поучаствовать в этом процессе использования этого тепла. Ведь чего не хватает? Я много поездил и по Якутии, и по другим северным краям. Я помню, как у нас оставалась картошка в нашей экспедиции. В аэропорту открыли наш мешок с картошкой. Сказали: ребята, забирайте.
как набросились на эту картошку. Потому что там, в Якутии, трудно получать те продукты, к которым мы все привыкли и которые, так сказать, для всего человечества. И вот мы предложили, давайте при этих малых реакторах создавать агро-биокомплексы. Это будут отдельные блоки, герметичные, хорошо теплоизолированные. И в каждом из этих блоков будет что-то свое. Где-то выращиваются зелень, овощи, ягоды. Где-то будут находиться птицы, где-то будут находиться козы или коровы, которые будут давать молоко. И блок будет, где выращивается знаменитая микроводоросль спирулина. Япония сейчас живет вся на этой спирулине. У нас вблизи Курской атомной станции тоже есть центр, созданный специалистами Московского университета имени Ломоносова по производству спирулины. Это чудесное совершенно вещество, в котором больше 60% натурального белка и куча разных витаминов и других полезных, в общем, для человеческого организма веществ. И вот предлагается группу таких блоков выстроить там, где будет потом поставлен реактор, заранее подготовить все это. И как только реактор заработает, он даст и электричество в эти блоки, и тепло в эти блоки. И сразу ваши сотрудники, ваши жители будут там работать и заниматься сельским хозяйством круглый год в Якутии. Ведь это тепло сбросное, оно будет использоваться с большой пользой. И много народу будет этим заниматься. И не нужно будет это все возить издалека и очень дорого. Вы же знаете, что стоит доставка килограмма, особенно зимой, особенно в периоды смены сезонов для Якутии. Ну и вообще для нашего севера. Нам хотелось бы, чтобы вы поддержали это направление. Я сегодня отправил письмо с вот этими нашими предложениями заместителю генерального директора госкорпорации «Росатом», чтобы там еще прошло обсуждение, и мы вот с Олегом Муратовым, оба члены общественного совета госкорпорации «Росатом», мы предложили уже провести это обсуждение и на заседании общественного совета. Это где-то будет конец августа, может, начало сентября. Мы провели это обсуждение в Общественной палате Государственной Думы, и нас поддержали. Вот сейчас решение, большое решение на 10 страницах, значит, большой документ, проходит согласование в Госдуме. Я надеюсь, что нас они поддержат. Хотелось бы, чтобы и вы тоже поддержали, и чтобы у вас вокруг каждой маленькой атомной станции создавалось свое очень выгодное, перспективное, экономичное аграрное хозяйство. Вот я очень хотел бы, чтобы вы это поддержали на вашем совещании. Спасибо, Альберт. вам. Спасибо, Альберт Петрович. Это как раз было выступление по поводу выступающего. Простите, я не забыл, вы, или вы не представились. Вы говорили о том, что развивается промышленность, а это как раз и говорит о том, что именно энергия атомных станций может использоваться и для развития сельского хозяйства в отдаленных регионах с суровым климатом. Так. Вопрос еще будет какой-то? Там я вижу, поднимают руку. Вот спикер сказал, что есть какое-то вот предложение или в августе, или в сентябре, да, будет обсуждаться именно вот развитие аграрного сектора, да, вот он имеет в виду. Там какая-то конкретная программа. Вот по этому поводу Общественная палата, она вот,
каким образом может быть связано, потому что я почему спрашиваю, у нас есть ассоциация «Местные товаропроизводители, сделано в Якутии», да, и там у нас сейчас там разные, мы пишем программы по дикоросам, там, знаете, выращивать, не ходить ягоды собирать, там, выращивать местные вот как раз овощи, фрукты там, ну, в каких-то местах, не только в Якутске, ну, чтобы их не доставлять из Якутска туда, к примеру, а прямо на месте. И в связи с этим у нас есть, позвала я этих ученого из Челябинска и заводы, да, отопительные, которые вот могли бы как раз сэкономить энергоэффективность, вот это теплоснабжение. Намного меньше там выходит энергопотребление. И вот как раз про 5 рублей я вот тоже слушаю внимательно. Вот по этому вопросу детально, предметно хорошо было бы, вот с кем можно потом связаться, переговорить, обсудить там. Вот здесь или там, я не знаю. Этот вопрос вы можете адресовать в Общественную палату Российской Федерации. Вот, к сожалению, Елена Акинфовна Шаройкина, председатель комиссии Общественной палаты по экологии и устойчивому развитию, она как раз проводила это совещание в Общественной палате, где было принято. И, пожалуйста, на ее имя пишите предложение в Общественную палату Российской Федерации Шаройкиной Елене Акинфовне. И этот вопрос, конечно, будет включен в то предложение, которое направлено на заседание Общественного совета вот Росатома. Так, давайте еще вопрос последний, потому что еще мы хотим небольшую дискуссию устроить. Тут уже просили выступить. Да вот не дискуссия, тут вот еще один. Я бы все-таки хотела немножко выступить. Почему? Потому что все-таки речь идет же о взаимодействии, как говорится, с гражданским обществом. Да? Так вот, в тот период, когда обсуждался вопрос о ВОЗ, в 2021 году, да, были представлены замечания эксперта-эколога, которые были направлены и в Росатом, и, значит, в государственные наши органы. Да. Тем не менее, в установленные сроки в месячной никто не ответил, и они не были учтены, и вообще рассматривались они или нет. Поэтому она меня попросила, это заслуженный эколог Российской Федерации, Любовь Даниловна Киприянова, чтобы все-таки я здесь это озвучила. Да. Не буду преамбулу говорить, значит, вот она отмечает, что она в тот момент работала в государственной экологической экспертизе, и что в середине 90-х годов на государственную экологическую экспертизу были представлены такие атомные станции малой мощности типа Елена, да, и государственная экологическая экспертиза эти проекты отклоняла. Ну, тоже на них обстоятельства останавливаться не будем, потому что сейчас не предмет вот этого обсуждения, да. Дальше. Она пишет о том, что, значит, основной особенностью является использование реакторной установки судовых ядерных установок. Ее отличает компактность и модульность. Да? Если эта установка является модулем, то должен быть паспорт данного модуля, который не был в тот момент представлен. Основным недостатком проекта является то, что он не разделен на две составляющих. То есть АВОЗ самой установки и АВОЗ самой промплощадки выбраны. Поэтому в этом плане, в общем-то, проект требует доработки, пишет она. В проекте говорится, что коммуникация технологических сооружений будут уточняться по мере реализации проекта, что, конечно, не считается, в общем-то, верным. Ну, возможно, сейчас, когда идет вопрос проектирования, эти вопросы уже проясняются, да, я так думаю. Да. Дальше. Угу. Может, лучше сразу же ответить на вопрос? Во-первых, то, что вы говорите про середину 90-х годов, это не имеет никакого отношения к данному проекту. Это другая. А по поводу Поэтому вот то, я не что стала по поводу... останавливаться на особенности того проекта. Смотрите, по поводу АВОСа, да, и по поводу АВОСа, и по поводу промплощадки, и по поводу реактора, правильный вопрос она задала. Просто, ну, если как бы обратиться к законодательству, да, Российской Федерации и посмотреть, какой АВОС у нас был подготовлен, у нас был АВОС подготовлен к материалам обоснования лицензии на размещение атомной станции. Соответственно, к лицензии на размещение атомной станции проекта атомной станции еще нет. Мы проводили именно по тем материалам, которые необходимы для того, чтобы получить лицензию на размещение. Лицензию на сооружение мы планируем получить в следующем году. Соответственно, у нас сейчас планируется, что в октябре-ноябре будут общественные слушания по этапу сооружения. Соответственно, АВОС будет делаться именно для этапа сооружения, но именно, ну, как для реакторной установки, по-простому, если так сказать. При этом будет другой еще АВОС и другие общественные слушания по проекту самой станции в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поэтому ничего не пропало, и все только впереди.
Поэтому, если ваш коллега хочет задать какие-то вопросы, конкретно вот именно вот с этим связаны, милости просим, у нас все открыто, без проблем пускай задает, письменно, устно, приезжать на общественное слушание. Нет, но вообще-то, Это- когда замечания поступают в процессе общественных Ага. обсуждений, да, принято Да. отвечать на все Да. замечания, да, и на все предложения. Что обосновано, что не обосновано. Так точно. Такого ответа ничего общественность, Протоколы у общественность нас наша не есть, получила. подписаны, и на все замечания, которые мы получали любыми способами, а это были способы письменные, Вот это конкретно было имейлы. передано представителю Ага. на совещании в Общественной палате Республики Ага. Саха-Якутия, Ну, которое значит- состоялось после проведения тех общественных обсуждений в Усть-Куйге. Поэтому мы, естественно, в законном порядке ожидали ответа. Второе, значит, да, 3 аспекта устойчивого развития, как вы знаете, это экологичность, экономичность и польза местному сообществу. Да, вот по экономичности. Все-таки сегодня так стыдливо не была указана та сумма, за которую будет построена такая вот маленькая станция, да, но это на тот 2021 году звучала цифра в 69 миллиардов. Где-то порядка стоимости того моста, который общественно, вот вся республика уже как бы обсуждает уже не одно десятилетие, да, на который никак не находятся деньги в нашем государстве, ни заемных средств, никаких и так далее. Да. Так вот, стоимость где-то вот тогда это было почти 70 миллиардов, да, и так понимаю, что основной потребитель это все-таки месторождение Кючус. Так вот, значит, Кючус, вот его стоимость вообще-то оценивается всего 20 миллиардов рублей. Где экономика? И вот на мой вопрос вы ответили, что окупаемость 60 лет. Ну, любой, вот, скажем, концерн, компания, которая так вот ответит, наверное, или просто не поймет такого, как это, что такое окупаемость проекта 60 лет, да? И, в общем-то, вот по поводу ответа, значит, господина Терещенко, вот насчет горящих глаз и так далее, да, и то, что упомянул вот господин Клепечин, да, то, что народ уже в 2021 году вот отношение к этому проекту выражено в этом письме, которое опять-таки было направлено и в Росатом, и в наше правительство должно было достигнуть ваших министерств, да, чтобы хоть что-то людям ответили. Более 500 человек тут уже лично подписали со своими адресами и так далее. Представляете, по таким удаленным участкам они собирали вот эти вот подписи о том, что они против того, чтобы вот не слушая их мнение, вопрос уже решается. Что прошли общественное обсуждение, 20 человек было, да, там 12 проголосовали, как сказали, да. Вот тут уже более 500 подписей, которые против этого. И они бы хотели провести, как говорится, передайте, пожалуйста, чтобы был проведен какой-то, не знаю, местный референдум, поскольку этот объект не федерального значения и будет работать только, как говорится, на территории, наверное, это закономерно, что люди требуют, в общем-то, учета их мнения проведением местного референдума. Да, нет, ответ был, здесь есть подписи умерших людей, это мы проверяли. Так, значит, дальше. Угу. Теперь, значит, естественно, в каждом ОВОСе рассматриваются альтернативные варианты. Так? В этом ОВОСе был рассмотрен вариант дизельной электростанции. Значит, на вопрос, значит, почему не рассмотрели, допустим, варианты более экологичного топлива, как сжиженный газ, который вот производится уже в самой республике, да, был ответ, что это далеко, это недалеко от того места, где будет строиться, значит, ну, где нужна эта электроэнергия. Как будто бы дизель производится прямо там несколько километров от поселка Усть-Куйга. Поэтому это не ответ вот на те вопросы, которые, в принципе, общественность ставит. Да? Теперь, значит, очень важный вопрос, как говорите, это охлаждение. Да? Охлаждение, то есть использование водных ресурсов. В ОВОСе не было отмечено, откуда будут брать воду. Ну, там, конечно, рядом есть приток реки Яна, Селик-Юрях, видимо, скорее всего, да, и ничего не было про пруд-охладитель или что, да, где это будет. Или это уже теплая вода будет скидываться в этот водный объект. Пожалуйста. То есть, да, пожалуйста. Спасибо вам за выступление. Просто у нас очень по времени. Мы все, на часть вопросов уже были ответы. Погодите, а про какой вы вопрос спросили? Мы высказываемся, мы даем всем высказаться. Сейчас Вячеслав Павлович. Да, спасибо. Вот, я извиняюсь, очень много вопросов было задано. Вот мы хотим ответить на этот вопрос, потом уже, соответственно, вам, с вашего разрешения. Да. Ни санитарно-защитной зоны, в общем-то, нету такого серьезного объекта. Это вот как наша котельная, тут в 10 метрах от дома, да?
хотя сам Садовник обещал, что все это будет сделано, да, поэтому... Какая котельная? Да вот котельная тут Что тут? в студенческом кампусе. В 50 метрах от дома стоит, было обещано, что как только построят эту Якутскую ГРЭС, она будет отключена, и мы будем подключены к той системе. Однако же вот на всех уровнях поднималась Садовник. Ну, что как бы это не вопрос маленько, это если отступая. Это, конечно, отступает, но Да. это тому, как, в общем-то, Я извиняюсь, а государственные можно мы органы ответим на выполняют вопросы? свои обещания на самом деле, когда вот ставят такие острые вопросы. Поэтому оно и так ставится. Да? Таким образом, санитарно-защитные зоны не установлены для этого объекта. Можно мы ответим на вопрос? Давайте. Ага. Да. Значит, что касается обращения в адрес президента страны, вот этого, ответ был официально направлен. Я понимаю, что очень сложно было собрать вот эти подписи, но тем не менее эти подписи собраны, да, и вот было бы очень отрадно и хорошо, если бы также ответ, который мы направили, был бы разослан вот каждому из тех, кто здесь расписался. К сожалению, после проверки выявилось, что некоторые граждане, которые здесь отмечены, уже давным-давно отошли в мир иной, да. Как они сюда попали, ну, вопрос, ну, это ладно, это разберемся, так. Значит, что касается технологий, здесь, наверное, уже Светлана Витальевич, да, в части водоснабжения. Коллеги, по поводу части водоснабжения. Уже сегодня 2 раза я рассказывал, какой принцип технологии по поводу в части водоснабжения и подпитки, и выброса обратного, да, воды, той конденсата, который обычно происходит через башенные градирни, да, на обычных станциях. А здесь необычная станция, здесь будут применены сухие градирни. Я уже это объяснял. Смотрите, подпитка происходит из реки Яна, не из притока, а из реки Яна. Да, не из маленького притока. Потому что атомная станция, если вы посмотрите на карту, да, где она располагается, могу показать, проблем никаких нет, да, она находится в непосредственной близости к реке. Водовод там будет технически построен, сделан, да, для того, чтобы подпитку осуществлять. Но подпитка всего лишь 30 кубометров в час. Это просто, ну, как бы, это копейки. Для тех, кто, ну, в принципе, понимает, разбирается, какие-то объемы, да, воды, ну, это просто ничто. То есть многоквартирный дом потребляет намного больше, да, вот просто при эксплуатации людьми обычными, да, воды. Соответственно, просто, ну, для вашего понимания, почему это так происходит? Потому что вся вода замкнута в одном контуре, ничего не выбрасывается. Никакого пара, никакой воды в атмосферу, в первую очередь. Как это делается для обычных станций. Например, вот если вы посмотрите, там, ну, где градирни большие, в Якутске их нет просто-напросто, да. И на Крайнем Севере, в принципе, градирни нельзя и невозможно построить, потому что там очень много технологических ограничений. Именно поэтому мы будем строить сухие градирни, запроектировали их. И мы это понимаем. Мы понимаем, что у нас может не быть воды. И именно для этого мы предусматриваем специальные вот такие вот, ну, технические сооружения и такую технологию. Вот. Это все продумано. Да, действительно, это так. Вот. Я могу даже более подробно, если необходимо, мы можем более подробно ознакомить вас с этой концепцией, да, и с проектом, когда проект будет уже готов. Проблем никаких нет. По поводу общественных обсуждений. Мы всегда приглашаем обсуждать, ну, любые наши и проектные решения, и вообще, в принципе, пытаемся, ну, стараемся вовлекать общественность, да, и общественников возим на атомные станции, семинары проводим, и на месте проводили не один семинар, и в Казачьем, и в Устьянске, и в Депутатском, и в Усть-Куйге. Вот на прошлой неделе оттуда приехали, с общественностью опять проводили тоже, ну, совещания, и в том числе про атомную станцию разговаривали, и в Усть-Куйге, и в Депутатском в том числе. Постоянно проводим такие разговоры. Да, действительно, всех охватить не получается за один раз. Да? Но ключевые фигуры, особенно лидеров общественного мнения, мы стараемся привлечь к этому, особенно там, да, ну, на Крайнем Севере. Это и главы, и депутаты, да, местные, и которых выбирает действительно народ. Мы с ними общаемся, мы с ними поддерживаем прямой контакт постоянно, всю информацию отправляем свободно. Вот. Теперь, отвечая на вопрос использования СПГ и дизельного топлива, вы спрашивали, да, разрешите, отвечу. Требования к хранению, значит, доставки сжиженного природного газа и его эксплуатации есть очень жесткие требования, которые регламентированы Ростехнадзором. Значит, есть срок хранения СПГ. Дизельное топливо хранится дольше, чем СПГ.
И в транспортировке у дизельного топлива проще условия, чем транспортировки сжиженного природного газа. Чтобы обеспечить его транспортировки даже элементарно с причальной стенки поселка Усть-Куйга до, ну, так скажем, или котельной, или дизельной станции, которая работает на СПГ, необходима 4-я категория дороги. Ну, то есть там есть определенно очень жесткие требования по транспортированию СПГ. Не дай бог, если это СПГ взорвется или что-то с ним случится, это, да, были, вот вы же знаете, в Анабарах, в Саскалахе у нас газоконденсат, да, вот взрывался. Ну, то есть не очень безопасный топливно-энергетический ресурс, который необходимо использовать для генерации тепловой электрической энергии. Ну, это вот с точки зрения безопасности использование дизельного топлива на текущий момент является более эффективным на территории арктических и северных районов. Про породы, на которых скальные породы, на которых будет стоять, значит, установка, да, они стоят, как тут указано в ОВОС, что это алюролиты. Но мы все знаем, что вот на таких же породах у нас произошел Батагайский разлом. Уникальный Батагайский разлом, и там тоже вот установлены вот именно такие породы. Поэтому вызывает, в общем-то, какое-то сомнение насчет вот, как бы вот прочности этого фундамента, на который вы ссылаетесь, да? Могу сразу же ответить на вопрос. Да, вот смотрите, по поводу Батагая, тут вот мне коллега Максим Терещенко подсказывает, да, что там с инженерными изысканиями были проблемы. Да, ну, в общем-то, понимаете, для любого строительства, капитального строительства на грунтах необходимо провести инженерные изыскания и для этого применить конкретную технологию, для того, чтобы здание стояло на века. Да? Вот, соответственно, по нашему проекту мы провели не просто одни изыскания, а целый ряд изысканий, целый ряд институтов научно-исследовательских, в том числе Институт физики Земли РАН, работал 1,5 года для того, чтобы посмотреть и сейсмику, и грунты, и само вот основание, где будет реактор стоять. Там проведено очень много исследований по этому поводу. А мирзлатоведов привлекали? Кого-кого? Мирзлатоведов. По мерзлотоведению, конечно. Институт мерзлотоведения и Якутский, и Криосфера, Томский институт тоже привлекался для того, чтобы изучить данный вопрос. И мы будем на этапе эксплуатации будем привлекать также научно-исследовательские организации для мониторинга, криогенного мониторинга и вечной мерзлоты. Даже несмотря на то, что там, как таковой вечной мерзлоты нет, так как это все равно скала, да, мы все равно будем мониторинг проводить. И, понимаете... Эта фраза, что там нет вечной мерзлоты, конечно, вызывает какую-то оторопь вообще-то. Мерзлота там есть, конечно. Не, там скальные породы Спасибо. находятся. Да. Значит, про экономичность мы поговорили, что 69 миллиардов против 20 миллиардов Кычуса это никак не играет, во-первых. Да? Про экологичность, конечно же, на стадии эксплуатации, естественно, выбросов не будет по сравнению с углеводородным топливом. Но почему каждый раз, да, люди государственного масштаба упускают тот фактор, что, значит, атомные электростанции имеют гораздо больше цикл, да, это то есть, во-первых, добыча того самого радиоактивного, так сказать, источника, на котором они работают, да, а оно уже очень трудно нам назвать его, как говорится, экологичным, да, потому что у нас на территории республики, мы сами знаем, есть огромные породы скрышные, значит, на уровне Эльконского, значит, месторождения в Алдане, да, и там, пожалуйста, значит, 1200 микрорентген сейчас продолжает под открытым небом находиться. Да, и все это стекает, конечно, в наши реки и озера Алданского района. Поэтому этот фактор абсолютно не надо упускать в этой цепочке. Ну и, конечно, последнее – это уже утилизация этого отхода. Если вот эти все цепочки включить в стоимость получаемой электроэнергии, вряд ли мы будем говорить о том, что все это экологично и тем более экономически целесообразно. Ну а третий аспект – польза обществу. Ну вот, во-первых, вот направили письма. Это я не отвечаю за то, что включили там мертвых или не включили. Это просто сюда отправили, сказали, передайте, пожалуйста, тем людям, если вы их увидите, как говорится, в глаза, да, вот я вам это передаю. Ну, естественно,
500 человек, это, конечно же, учет мнения этих людей просто необходим. Это уже как бы уже представителям государственной власти, которые здесь присутствуют. Да, мы официально отвечали. Ну, и мы можем поднять... И вопрос таблицу. электрификации, который я задала пораньше, да, все-таки он в плане никак меня не убедил, что в результате строительства этой станции в этот проект будет включена электрификация вот этих удаленных поселков, там 200 километров, там сколько-то 110 километров и так далее от этой станции. Потому что я не думаю, что в республике найдутся средства, тем более в таких обстоятельствах, когда все средства идут на вооружение и так далее, да, что вот это дойдет до тех жителей, которые вот пишут такие, отправляют вам письма. Спасибо. Спасибо. Мы обязательно представим вам официальный ответ вот на это обращение. Хорошо? Пожалуйста, микрофон только возьмите. Я добавлю. По экологичности. Все это замечательно, так красиво нам все рассказали. Влияние на мерзлоту вот тех самых ваших вспомогательных сельского хозяйства, так сказать, я вам скажу сразу, что дешевле оно не будет, а будет еще дороже, потому что обслуживание строительства и вся вот эта структура, оно войдет в такую копейку, что дешевле будет привезти, чем там выращивать. Теперь по экологии все бы ничего. Я извиняюсь, а вы можете представиться? Киселева Анна, Нерюнгри. Спасибо. Все бы ничего, но наши промышленники не соблюдают решений проектных по экологии. И это повсеместно, и это я вам говорю совершенно точно и конкретно, потому что как раз я общественный инспектор Министерства экологии в нашем районе, и хорошо эту ситуацию очень знаю. Вот. А тот мораторий, который сейчас ввели, он приведет нас просто к тому, что об экологии мы вообще можем просто забыть. Потому что я считаю, что именно по экологии мораторий необходимо срочно отменять, потому что промышленники не пускают на территорию госинспекторов для того, чтобы сделать проверку. Для того, чтобы они пришли сделать проверку, нужно через разрешение прокурора республики. А прокурор республики не дает эти проверки. Причем было сделано замечание прокурором России о том, что в этом направлении наша прокуратура слабо работает. Теперь, значит, относительно того, что люди ждут промышленности. Правильно сказали, люди ждут не промышленности, люди ждут работы. И им все равно, какая работа. А вот потом уже, когда это пойдет, вот тогда они увидят, к чему именно вот эта работа приводит. Вы говорите про охлаждение станции. Значит, 30 кубометров вы будете брать. То есть уровень воды в реке упадет, я так понимаю, да? Потому что вы говорите, берете, но за выход вы ничего не сказали. Вот. Это одно. Второе, значит, с кораблей, брали с кораблей, охлаждение шло, вода, извините, объемы гораздо больше, да? Здесь тоже вызывает сомнения. Относительно вечной мерзлоты, да, я тоже не соглашусь. Ну и что скальник, там есть вечная мерзлота. И сегодня очень остро стоит вопрос таяния вечной мерзлоты. Очень остро этот вопрос стоит, и она тает гораздо быстрее, чем это предполагалось. Сейчас предпринимаются меры к тому, чтобы как-то изучить этот вопрос и все. По стоимости я опять вам скажу, значит, то, что заявлялось, я недавно, не помню уже теперь, где читала информацию, что на сегодня это ориентировочно 200 миллиардов. Стоимость строительства этого. Теперь мне непонятно, что проекта еще нету, но там уже идут какие-то работы. То есть вы уже что-то готовите, подготавливаете, а проекта еще нету. Слушаний по этому проекту не было. А это как, простите? Изыскание. Все изыскание, да? По этому объекту идут только изыскания инженерные, да? Ну, вы же говорите, что там идет, там уже и строительство дорог, там и чего идет. Изыскание, простите, изыскание чего? Изыскание под атомную станцию идут. Изыскания под атомную станцию идут, да? Проектные изыскания. Для этого там строится дорога, для этого всего. Вот влияние ваших изысканий на вечную мерзлоту. Изысканий? Да.
На вечную мерзлоту? Да. Ну, Потому что вы же дороги строите, вы делаете вскрышу, вы делаете, техника ходит, то есть это вскрыши уже влияет. никакой нет. Вы знаете, что даже то, что коровы пасутся и едят, оказывается, тоже оказывает влияние на вечную мерзлоту, увеличивает ее оттайку. Понимаете как? Но больше всего вопрос волнует это то, что как раз вот именно, что люди ждут промышленности, развития промышленности, то есть вот это всего, да. А я вам говорю, что промышленники не соблюдают проектных даже решений по экологии, по защите экологии. Более того, они последние проекты пишут, они даже стараются рекультивацию там не указывать, приходится каждый раз говорить. Мы вот буквально завернули проект рудной компании у нас там. И они не понимают, почему завернули. По поводу того, что вот проверок инспекция, как раз атомная отрасль занимается, что она разрешает проводить на своих объектах именно инспекции общественных экологических организаций, тех организаций, которые имеют в качестве своей уставной деятельности проведение экологического мониторинга. Такие инспекции общественная экологическая организация проводила на Нововоронежской станции, на Ленинградской, на Билибинской, на Плавучей атомной станции. И если они захотят провести инспекцию, никаких проблем не будет. Я вам говорю не за общественную проверку, не за общественных, а я вам говорю за госинспекторов, которые должны контролировать. А на всех атомных станциях имеется, пожалуйста, обязательно представитель Ростехнадзора присутствует из управления по надзору за ядерной радиационной безопасности. Это инспектор, который закреплен на станции на каждом. Ну, как работают закрепленные лаборатории, инспектора, мы тоже хорошо знаем. Да, у нас конкретные примеры имеются, потому что они люди подчиненные. Нет, так естественно, если они у вас находятся, и они у вас там в штате, они тоже подчиненные. Они в штате никогда не находятся. Они в штате Ростехнадзора. Это штат Ростехнадзора. Там есть межтерриториальное управление по ядерной радиационной безопасности в каждом федеральном округе. И они совершенно не имеют никакого отношения к станции, они находятся в штате. Но я говорю за проверки инспекторов Минэкологии. Потому что вот на сегодня вообще запретили эти проверки, но вот эти проверки вообще, их нужно просто, вот кто у вас тут есть с общественной палаты, да, их просто необходимо срочно возвращать проверки, потому что иначе весь Дальний Восток мы получим. Я уже не, да, мы здесь не касаемся золотарей, это просто вообще, это завтра будем говорить об этом. Разрешите, дополню коллег, да, то есть по поводу запрета проверок бизнеса, ну, про мораторий говорите, март 2023 года, то, что был продлен мораторий, он не касался объектов чрезвычайно высокого рисков, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений второго класса опасности. Вот и все. Если говорить еще раз, можно я тогда скажу? То есть с удовольствием вы дополните меня. Поэтому еще раз, касаемо мораторий проверок, то есть на наши объекты, где этой категории есть, ну, по этим категориям направления, мораторий их не касается. Вы можете дополнить, я дальше отвечу. А угольные компании? Ну, я сейчас ответил, то есть в зависимости от категории. Поэтому у нас есть и Ростехнадзор, Роспотребнадзор, если это в плановых проверках, они будут, соответственно, проводиться. Потому что у нас сегодня Чульман, на протяжении уже далеко за Чульман, вода не соответствует. Я ехала сейчас поездом и специально наблюдала и смотрела по воде Чульмана. На сегодня ниже Колмара, там весь Чульман, он просто грязный. Я уже не говорю за отложение реки. От Колмара, вот я лично контролирую, слежу уже более 3 лет, и более 3 лет с восточки под Федералкой идет грязь. В этом году я там чуть не утонула, пытаясь взять. Мы вместе с вами, я думаю, в тех же местах бывали, только не только на поезде, да, и по реке, и ногами там ходил. Ну, вас, наверное, возят по-другому. Скажите, это не имеет никакого отношения к обсуждению. Да, но тем не менее я прокомментирую, да, то есть
Если по Колмару, там очистные сооружения у нас вводятся и так далее. Поэтому, если вы не против, и вы готовы, и вы у нас член общественного, ну или как общественный инспектор Министерства экологии, через Министерство экологии давайте отработаем. Я думаю, компания вполне открыта и покажет эти очистные сооружения и так далее. Касаемо того, что не пускают на проверки, то есть мы сейчас говорим с вами о конкретном объекте, как минимум атомщики, да, готовы, открыты, чтобы эти посещения объектов было. Это было с самого начала. Дальше в вопросах экологии мы уже, по-моему, многократно, то есть не буду то же самое повторять, но в принципе готовы разъяснять. Касаемо того, что люди ждут не все, да, не промышленность, работу, я не собираюсь этот тезис никоим образом оспаривать. Я говорю о конкретной ситуации, о людях, которые присутствовали во время отчета, и в депутатском в частности, о развитии. Конечно, ждут работу, но ждут, еще раз, да, и промышленность. Когда я озвучил эти планы и так далее, еще раз, зачем кого-то вводить в заблуждение? Я рассказываю, как оно было. Мы, естественно, открыты к диалогу ко всем, и поэтому используем различные площадки. И хорошо, что Росатом с нами везде, да, и общественные палаты, и вы на разных площадках, чтобы и разные люди, и в разных местах, которые проживают, могли эти вопросы задать. Поэтому чем больше этих вопросов, чтобы мы понимали и были максимально все открыты. То есть обращение к органам власти, мы здесь с вами сидим. То есть продолжим и продолжаем этот диалог, несмотря на регламент. Еще раз, поэтому продолжайте, да, то есть мы открыты. Спасибо. Мы рассмотрели все запланированные вопросы, получили. И еще просил председатель комиссии по развитию села агропромышленного комплекса Общественной палаты Республики Саха-Якутия хотел выступить с небольшим дополнением. Этот вопрос в общественной палате мы рассматривали несколько раз. Михаил Михайлович тоже был, по-моему, да? Участвовал. Поэтому вот эти вопросы как-то мы вместе с общественностью, вместе со специалистами, с экологами и так далее, и с местными жителями тоже, представителями Устьянского улуса тоже рассматривали с выездом в Усть-Куйгу. И, конечно, мне очень понятна тревога и беспокойство населения вот, по поводу будущего вот этого строительства. Ну, вот как бывший глава тоже Арктического улуса, Момского, да, я вот хочу сказать следующее. Вот, например, в этом году в Усть-Куйгу, в 2020 году было завезено 32 тысячи с лишним тонн угля, нефти 7690 тысяч тонн, вот. Дистоплива 18 тысяч тонн. Вот. Уголь обошелся 396 миллионов 997 тысяч. Дальше нефть обошлась 234 миллиона 838. И дистопливо обошлось 1 259 миллионов. Вот. Все вместе в купе в сумме составило 2 миллиарда 900, около 900 тысяч рублей. Вот. Поэтому, конечно, это очень большие затраты для того, чтобы завозить все это топливо и топить, конечно, тепло. Самое главное условие жизни на севере. Я сам тоже вырос на севере, в Момском улусе, и вот поэтому я знаю. Самое главное, это, конечно, тепло, свет, чтобы был, и чтобы возможность была жить людям и работать. Вот. Бюджетные учреждения и так далее. И вот когда я вот в университете учился, вот нам однажды вот наш преподаватель рассказал, 1 килограмм урана выделяет энергию, эквивалентную 100 тысяч тонн высококачественного угля. Вот представьте себе, 1 килограмм урана заменяет 100 тысяч тонн угля. Вот. Таблетка ядерного топлива весит всего 4,5 грамма, а энергетический эффект от него составляет 350 килограммов, то есть килограммов нефти. Или это составляет 400 килограмм угля. То есть из 1 килограмма урана
можно получить 620 тысяч киловатт-часов электроэнергии, то есть в 90 тысяч раз больше, чем при отапливании углем. Вот это экономический эффект, прежде всего. А вот как глава, я вот скажу вам, очень трудно нам завозить в арктические улусы все это топливо. Это, как говорится, почти как военная операция у нас. Целый год длится вот, завозом вот этих топливных ресурсов для того, чтобы вот, обеспечить жизнедеятельность наших арктических улусов. Поэтому я вот, когда вот мы проводили вот эти слушания, я вот, конечно, очень заинтересовался этим. Вот, для того, чтобы обеспечить теплом и светом, вот, заменить, вот, скажем, один самолет этого топлива может заменить на 5-6 лет вот этого топлива, которое должно завозиться вот такими огромными средствами, затратами и вот такими огромными усилиями вот этих администраций улусов и правительства нашей республики. Вот с такими, вот я думаю, 3 миллиарда вот только один улус затрачивает на завоз, а помножьте это на 13 улусов, это сколько будет? Это очень большие суммы. Конечно, мы бы могли найти применение им более, может быть, даже лучшее применение этим средствам. Вот. Очень много нам средств не хватает всегда, вот, по строительству там, и так далее, и так далее. Но, конечно, то, что вот высказывают свои опасения тут сегодня присутствующие, это тоже имеет место, поэтому все это надо очень хорошо изучить и, конечно, принять соответствующие меры для, скажем так, предотвращения всех этих негативных ситуаций. И, конечно же, опыт развития атомной энергетики у нас, нам сказали, очень большой, с 50-х годов прошлого века, вот, около порядка там 60-70 лет уже мы эксплуатируем эти атомные электростанции. Поэтому, я думаю, надо, конечно, подумать еще раз, вот, обсудить, вот, и, как вот говорят, еще раз встречаться с общественностью, вот, чтобы не возникало вот таких проблемных, как говорится, претензий к руководству. Ну и, конечно, по газоконденсату, да, тоже я хочу сказать, газоконденсат очень, да, трудно транспортируемое, вот, как говорится, топливо. Вот был случай в Момском районе в 80-90-е годы, когда взорвалась баржа вот, при перевозке вот этого газоконденсата. Требования, да, очень жесткие. Это в моем родном Улусе вот, по доставке. И вот если мы, вот, скажем так, сорвем вот эти, как говорится, завоз этих грузов, мы знаем, депутатский уже однажды перемерзал полностью. Есть и другие улусы, наслега, районы, которые вот в результате того, что не хватало вот этих средств топлива, перемерзали полностью. И, конечно, республика вынуждена была затрачивать огромные усилия, кратно, чем которые они были затрачены на перевозку. Поэтому это очень такая деятельность, которую надо нам все-таки что-то предпринимать в этом плане. Вот это я хотел сказать. И вот очень интересное предложение, которое вот по развитию сельского хозяйства, да, вот как председатель комиссии по развитию сельского хозяйства Общественной палаты, конечно, мы очень много тоже встречаемся с аграрниками и так далее. Ну и, конечно, я знаю, что в северных улусах очень трудно вести вот такое сельское вот, и растениеводство, и вот огородничество, обеспечить. Вот у нас тоже, да, такие операции проводятся осенью. На парашютах сбрасываем картошку, да? Слышали, наверное? Позапрошлом году на парашютах сбрасываем. Вот, поэтому, конечно, это тоже очень дельное предложение. И если можно будет, я бы хотел связаться и вот, принять участие в этих мероприятиях по развитию сельского хозяйства. Обязательно, да. Решение, да. Спасибо. Ну, такое. Спасибо. Спасибо. И сейчас удалось подключиться представителю Ростехнадзора. Тут как раз очень много было вопросов по поводу безопасности. И, к сожалению, Зубаиров Марис Марсович не смог
присутствовать. Это руководитель межтерриториального управления по надзору за ядерной радиационной безопасности Сибири и Дальнего Востока. И он сейчас подключился по ВКС, и поэтому предоставим ему слово. Послушайте, что он скажет по вопросам промышленной, ядерной и радиационной безопасности атомных станций. Добрый день, уважаемые участники. Меня зовут Зубаиров Марис Марсович. Как вы сказали, я возглавляю управление межрегиональной территориальной по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока. Мы осуществляем надзор за использованием атомной энергии на территории двух федеральных округов, в Сибирском и Дальневосточном. И в части использования атомной энергии у нас под надзором в настоящее время пока одна ядерная установка, это плавучая ядерная установка наш Ломоносов в Пивеке. В недавнем прошлом у нас было гораздо больше их. Эти были промышленные реакторы в Северской, в Томской области, в Железногорской, Красноярский край. Ну, теперь больше мирного атома, что называется. Послушал вот опасения, конечно, представителей, жителей Якутии, где предстоит размещаться. Ну и хотел заверить, что Ростехнадзор – это федеральный орган исполнительной власти, который наделен полномочиями осуществлять надзор за безопасным использованием атомной энергии. Мы осуществляем, вот, как я сказал уже, надзор за использованием атомной энергии вот в Пивеке за плавучкой, хотя рядом на нашей территории тоже это, в нашей зоне ответственности находится Билибино, но так исторически сложилось, что надзор за этой станцией осуществляют наши коллеги из Центрального управления, из города Москвы, хотя там непосредственно на станции имеется один инспектор. Что касается предстоящего вот этого сооружения, реактора малой мощности, мы будем осуществлять государственный строительный надзор с момента начала осуществления строительства. Как вот уже было сказано выступающими, на сегодняшний день имеется лицензия на размещение. Соответственно, сейчас проводятся некие работы подготовительные, которые в части, как называть, проектные изыскания, подготовка к следующему этапу. Следующий этап это должно быть получение лицензии Ростехнадзора на сооружение этой установки. Это, очевидно, произойдет в течение предстоящей зимы, весной. И с начала будущего года, очевидно, мы получим свой адрес уведомления о начале строительства. И с этого момента мы приступим к осуществлению надзора за сооружением этого объекта. Мы уже имеем большие компетенции, у нас уже довольно большой портфель, если можно так сказать, сооружения подобных объектов. Например, один из них – это весьма значимый объект. Это в городе Северске. Объект называется «Прорыв». Тоже очень сложный, крупный. И у нас уже есть, как говорится, наработан опыт, есть другого рода объекты, есть компетентные инспекторы. И хочу сказать, как мы будем осуществлять надзор. Ну вот, первый этап, предстоящий, который нам предстоит, это осуществление строительного надзора. Мы не имеем возможности постоянно размещать своих инспекторов на зоне строительства. Естественно, будем делать это методом выездных проверок. Впоследствии, когда объект будет сооружен, введен в эксплуатацию, мы будем осуществлять уже постоянный надзор, как у нас законодательство прописано, режим постоянного надзора государственного. Ну, конечно, хотелось бы очень иметь инспектора, непосредственно размещенного на этом объекте. Но вот на примере плавучки нам это, к сожалению, не удалось, поскольку весьма очень трудно найти работников из числа местных жителей для того, чтобы принять к нам на работу в качестве инспектора для осуществления надзора. Было бы, конечно, очень здорово, если вот в течение этих лет, предстоящих, в течение которых будет сооружаться объект, кто-то из числа жителей, может быть, непосредственно этих населенных близлежащих пунктов, может, из числа жителей Якутии, получив профильное образование и согласиться работать у нас в качестве инспектора на этом объекте. Мы будем только двумя руками за.
это было бы очень здорово. У нас есть действительно такая вот проблема, как, наверное, у некоторых наших коллег тоже есть с размещением в некоторых труднодоступных, если можно так сказать, местах своих работников, инспекторов. Но мы будем искать пути решения, я думаю, мы найдем. Но как минимум мы всегда на примере вот ловушки осуществляем режим постоянного надзора без присутствия постоянного нашего инспектора на объекте, но мы ежедневно получаем информацию о состоянии поднадзорного объекта в случае возникновения каких-то нештатных ситуаций, каких-то нарушений в работе объекта. Мы уже непосредственно входим в контакт с поднадзорным объектом, получаем всю необходимую информацию. Кроме того, естественно, мы выполняем выездные проверки. Вот на Ломоносове были уже вот, в прошлом году, большая проверка была. В этом году мы провели выездную проверку. Ну, все делается в рамках установленных правил, процедур. И смею вас заверить, что ничто от глаз нашего инспекторского состава не уйдет, не останется без внимания. Все будет контролироваться. Ну, если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Очень подробно рассказали о надзорной деятельности, которая ведет ваше управление. И естественно, что объект, который создается, атомная станция малой мощности в Устьянском районе, естественно, не останется без вашего внимания. Сейчас Вячеслав Павлович нашел ответ на один из вопросов, который задавался, и на этом мы будем заканчивать. Да. Я хотел бы поблагодарить Валентину Иннокентьевну за ее активную жизненную позицию и за ее, так скажем, активное вовлечение в вопросах реализации. Ну и, возможно, мы где-то, может, чего-то, если не доглядываем, мы как общество, мы с вами общество, что, значит, те, которые сидят из-за президиума, и те, которые присутствуют здесь, мы все общество. И поэтому на площадке Общественной палаты Российской Федерации обсуждать эти вопросы очень приятно. Я бы хотел, значит, ответить на вопрос Валентины Иннокентьевны. Она заявила, что мы не отвечали на этот вопрос. Я ей официально сейчас передал письмо, значит, ответ на обращение от 23 июня. Мы ответили 9 июля. То есть в течение 2 недель официальный ответ ушел на тот адрес, который был указан в обращении в коллективном. Валентин Иннокентьевна, я прошу, того же года, то есть в течение 14 дней, 13-14 дней я прошу Валентина Иннокентьевну подтвердить, что это письмо вы получили. Подтвердили? Да, спасибо. Вот. Пожалуйста. Так, тут возникают еще вопросы. Может быть, вопросы? Ну, очень, это 3 минуты. Михаил Михайлович, слышно, да? Председатель Якутского отделения Российского экологического общества, исполняющий обязанности директора Института сельского хозяйства. Я подтверждаю, что эти технологии по использованию таких блоков в арктических территориях уже в республике у нас пошел. В частности, сейчас уже по инициативе ФПК Туймада уже стоит в Саскалахе такой блок, уже работает, уже первые пошли всходы. Но понятно, что все зависит от электроэнергии, соответственно, более дешевое будет больше эффекта. Но дело даже не в этом. Я сейчас постараюсь объяснить уважаемым президиумам, почему такое отношение экологическое. И сегодня социологи показывали, что у нас наиболее низкий процент удовлетворенности общества по экологии, а наиболее высокая по вопросам, связанным с межнациональными отношениями, даже образование больше вещей. Это все от истории прошлого. Мы уже имели случаи, когда Ростехнадзор, уважаемый, по Вилюйской аварии ГЭС 2018 года
просто придя, выписали предписание, там ГТС 3 категории, и сказали, ну, ждем ответа письма. За что общественники удивились. Оказывается, в течение многих лет было видно даже на космоснимках, как ухудшалось объем ГТСов. Ну, привелось к тому, что все прорвало, и миллионы тонн вылились в Вилю и дошли до Арктики, и вылилось в Северный Ледовитый океан. Это все просто вот та история, которая болью еще сидит. Вы сейчас очень грамотно объясняете о развитии всех устройств, более современные, более точные. Прекрасно, отлично. Но у нас есть ситуации, по которым мы ставим вопрос об отзыве лицензии на после неоднократных нарушений, Простите, просто наглых. Это то, что вы приводите пример по развитию, он не имеет никакого Нет, я просто отношения. объясню. Послушайте, давайте. Я говорю в положительном плане. У меня просто здесь предложение, уважаемые. Это все связано с тем, что когда-то были вот эти болевые точки. Если сейчас вы просто говорите, что это все будет выполнено, да, то в этом плане обязательная просьба реагировать на какие-то ключевые вещи, которые связаны. Вы объект повышенной сложности. И поэтому в этом плане такое отношение к вам было, есть и будет до тех пор, пока вы не докажете всю аккуратность. Например, у нас есть отрасли, в которых такое уважение возрастает. И еще у нас общественный экологический совет есть при министерстве. Мы порой приглашаем по многим вопросам от уровня министра. Я очень рад, что общественная палата смогла своим статусом, близостью к президенту Российской Федерации собрать министров, двух уважаемых, общественность. В этом плане у меня тоже вам такое пожелание. Пожалуйста, побольше контроля над тех же Ростехнадзором, потому что человеческий фактор всегда очень важен. Большая просьба общественности, чтобы вы вот так же грамотно, профессионально показывали, рассказывали и делали. Тогда интерес и уважение общества возрастет. Мы понимаем, что вы несете благо, что нужно развиваться, промышленность, сельскохозяйство от этого только вырастет. Но большая просьба, я выражаю боль многих людей, давайте тщательней относиться ко всем нюансам и побольше открытости. То, что у вас есть отдельные представители прямо на станции будут представители Ростехнадзора, очень прекрасно. То, что они в штате сидят не у вас, у других, это тоже прекрасно. То, что вы открыты и вас, оказывается, мораторий не касается, мы тоже, я, например, первый раз слышал. Это означает, что чем больше вы будете просвещать общество, тем лучше. У нас общественный экологический совет при министерстве, он во многом на это и направлен. Мы просвещаем довольно сильно, мы ваши партнеры. Не воспринимайте вот те вопросы, как то, что было что-то. Есть опасения, да, где-то мы вперед бежим паровоза, и, может быть, вопросы, часть касается не современного этапа, а следующего. Но это вы имеете в виду, что эти вопросы были всегда и будут. И еще, Якутии достаточно профессиональные, общественные люди и подготовленные. Мы не хотим получать ситуацию негативную. Лучше предупредить, чем недобдить. Есть же понятие презумпции невиновности и природы перед человеком. И поэтому в этом плане большая вам просьба. Отлично, что мы всего 4-5 докладов сделали. Вот завтра будет площадка экологической практики. Там 17 выступающих. 5 минут и до свидания. Вот сегодня такое небольшое количество выступающих – это отличная площадка, чтобы каждый выговорился. И теперь никто из моих коллег-общественников не скажет, что нам не дали слова. Поэтому спасибо, Вячеслав Павлович, Максим Викторович, наши представители. Почаще приходите на площадке, на общественный экологический совет мы вас приглашаем, потому что у нас по недропользователям куча вопросов. В том числе по контролю, Максим Викторович, это, мне кажется, вы. Вот мы все, Госкомнедра, Госкомэкология, только вы можете влиять и делать. У нас фактически влияния на них нету, только вы. В этом плане, да, приходите, мы вас приглашаем в очередной следующий экологический совет, там достаточно грамотные люди. Мы не экологические экстремисты, как эта шведская девочка, как ее,
Вот, Грета Спасибо вам Тунберг, за да, в информацию. этом плане. Поэтому давайте вместе сотрудничать, работать. Это нормальная позиция. Ростехнадзор, пожалуйста. Я тот человек, который вас обидел, когда в газете вас написали, что Ростехнадзор мышей не ловит. В реальности, во время Вилюйской вот этой опасности, ваш технадзор ни черта не сделал. И мы ему так и сказали в лицо. А он обиделся и написал письмо. Мой институт, пожалуйста, уберите человека из общественного совета. Но это смешно. Да. Вы себя тем самым вообще дискредитировали в глазах общественности. Давайте. Умейте слушать критику. И успеха вам контролировать этот сложный объект. У Спасибо вас вам есть за- власть. Спасибо вам за ваше предложение. Когда будут проводиться общественные слушания, это планируется этой осенью, пожалуйста, приходите, да. И все. Спасибо. Вы извините, тут очень много сказали коллеги выступающие, что дали всем выступить. Уже больше не получается, потому что нас... Товарищи, нас выгонят из университета уже выгоняют, поэтому... Нас из университета выгоняют. Предупредили, что через 5 минут будут закрыты, и мы тогда Нет. останемся здесь ночевать. Мы, конечно, слушаем. И была возможность у Аркадия выступить 2 или 3 раза. выступали уже. Да, пожалуйста. Вы уважайте, пожалуйста, время. Вы 3 раза выступали. 3 раза. Есть люди, которые не выступали, да, им тоже хочется выступить. А вы уже 4-й раз будете выступать. Поэтому давайте уважать друг друга, товарищи, да. Была возможность выступить, вы выступали. Я предлагаю уважать друг друга и ограничиться уже, наверное, закончить нашу сессию, закрыть, да. Поблагодарить, конечно, всех, кто выступали. Но это на самом деле лишь одна из тех наших собраний, которая вот прошла, да, в рамках реализации вот этого. Площадок таких будет много, товарищи. И я, как первый заместитель руководителя штаба реализации данного проекта, официально вас всех приглашаю на очередные сессии. Прошу активно принимать участие и задавать открыто вопросы. А мы, соответственно, открыто будем отвечать. Спасибо большое. Спасибо всем слушателям. И я напоминаю, что когда будут проводиться очередные общественные слушания по объекту, там время не будет ограничено, поэтому все могут